Так. Так. Подключим сейчас наш телеграм-канал. Так. Подключиться. Да, нравится. Сейчас как раз и Ибраим подключится. Поставим на беззвучное. Положение недоступно. Так. Сейчас постараемся так наладить все. Так. Начать трансляцию. Так, мы в эфире, говорит Ибраим. Хорошо. Хорошечно. Итак, у нас. Так, теперь у нас трансляция сразу на Телеграме, Ютубе и Инстаграм. Я прошу прощения. Я немножко приболел, болею, так сказать, но если вдруг изменился голос или, как говорится, немножко веду себя устало, прошу не обижаться. Это, как говорится, не по моей воле. Итак, друзья, мы сегодня хотел бы продолжить нашу тематику по документам и по книгам. Конечно же, мы будем отвечать на вопросы. Конечно же, если будут вопросы через Donation Alerts, мы будем вне очереди сразу их зачитывать. Если будут гости, то без всяких сомнений их тоже примем. Но сегодня мы постараемся поработать непосредственно по программе. Поэтому вот по этой книге, чтобы было понятно, да? Книга написана в 25 году. Так, «Ингуши не забудут родных очагов и могил предков» называется книга. Здесь опубликованы в основном, меня, надеюсь, хорошо слышно. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум башламу алейкум салам. Берткел сьяхвала волиха юртва вохи оводер. Берткела сих хульшу. Дикна вона. Так, выходной день ножка хульшу. Итак, друзья, это интервью взяла Татьяна Колганова. «Щит и меч» называется, за номером 41, 8 октября 1992 года. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, у нас мы работаем по документам. Это интервью было взято, если я правильно понимаю, у Бибулата Богатырева. Здесь написан автор статьи, написано интервью взяла Татьяна Колганова, то есть 8 октября 1992 года. И здесь весь процесс становления, сейчас, чтобы было понятно. Так, сейчас. Так.
Сейчас. Так вот, друзья, 606 страница. Прежде чем начать, как говорится, мы дойдем до интервью Бимбулата Богатырева. Давайте, чтобы было понятно, сегодня мы встречаемся очень часто встречаемся в эфире. Если у вас будут вопросы, подготавливайте. Обязательно отвечу на ваши вопросы. Итак, мы на сегодняшний день прошло уже 7 лет, без малого с 2018 года, как непосредственно между территорией Чеченской Республики, между братскими республиками, территорией Чеченской Республики, территорией Республики Ингушетии, провели уже государственную границу, определили, мы знаем вот этот непосредственно весь процесс, мы общаемся, и несмотря на это, вы видите очень часто на моей странице, до сих пор закидывают, до сих пор, как говорится, пытаются переиначить, пытаются занимаются подстрекательством. Ну, допустим, давайте я вам покажу одно из Нарнийский научно-исторический клуб «Кавкасион». После всего этого процесса, через 2 года выпускает вот такую вот сказку. Сказка называется «Ингушские населенные пункты Бамут». Вот. Как вы видите, эту книжку, точнее, эту сказку мы тоже потихоньку рассмотрим. Это, в принципе, не такая большая, как говорится, трудоемкая работа. Ее мы тоже разберем, но до сих пор мы слышим вот эти комментарии, особенно в адрес того, что якобы раздел был не правильный, что мы еще покажем. Я вам в прошлом эфире зачитывал, что когда пройдет определенное время, трудные времена, что мы еще с вами поговорим и займемся о разделе общего имущества. Вот такой документ мы, конечно же, где мы видели вот эти все сказки, как говорится, о том, что в первую очередь о том, что несправедливо были разделены между нами имущество, общенажитое, конечно же, достойно 001. Это зависит не столько от меня, чаще делать, это зависит от тех людей, которые в прямом эфире поддерживают наш канал, донатят, и моя деятельность прямо зависит только от людей, которые поддерживают меня. Если будет поддержка, конечно же, мне делать их даже каждый день никаких проблем нету. По крайней мере, мы в этом удостоверились. Это раз. Во-вторых, мы видим вот эти разговоры о том, что якобы нечестно были разделены, и что виноваты во всем, в основном, представители чеченского народа и так далее и тому подобное. Но я не просто так говорю, вы многие читали комментарии о том, что якобы что-то дано взамен. Взамен, допустим, якобы взамен пригородного района даны земли, даны якобы Наурский, Шелковской и часть Каргалиновского района якобы даны взамен. Они сегодня вот упорно с 2018 года об этом рассказывают, утверждают, говорят. Но
Но откуда же пошли все эти разговоры и кто вообще это использовал? Я хочу, чтобы вы знали, чьи слова сегодня используют так называемые национал-патриоты или те же самые нордийцы, которых мы называем. Итак, Сердало, данный документ называется, был опубликован в Сердало 5 сентября 1992 года, на странице 606 и на странице 607. Называется статья «Был труден путь к тебе, Республика, Бимбулат Богатырев, народный депутат Российской Федерации». Вот так называется сам документ. Итак, зачитывать весь материал закона о реабилитации репрессированных народов я, в принципе, выделил самые важные моменты данной статьи. Чтобы вам было понятно, давайте я его сейчас вам зачитаю. Итак, закон о реабилитации репрессированных народов поэтому и принят, что было грубо нарушение тогдашняя конституция страны. Он не ставит своей целью изменение границ Северной Осетии или отторжение ее территорий в пользу другой республики. В нем предусматривается территориальная реабилитация репрессированных народов. Об этом хорошо знают те, кто по-прежнему под разными причинами старается удержать чужие территории. Это прямые цитаты. Дальше зачитываем. Главные аргументы в пользу предложения аннексии ингушских территорий Северной Осетии. Я прошу вас внимательно вслушаться в слова. Главные аргументы в пользу предложения аннексии ингушских территорий Северной Осетии, по мнению Галазова и его единомышленников, в том числе осетин, здесь написано единомышленников, в том, что Осетия и ингушские села осетин вселили насильственно, и живут они там уже 50 лет, как Осетия провозгласила свой суверенитет над этой территорией. На этой территории, по их утверждению, до 1920 года проживали казаки, и если эта территория и надо кому-то возвращать, то возвращать их надо казакам, а не ингушам. И, наконец, и тут самое интересное. Я хочу здесь, чтобы вы запомнили, особенно нордийцы, которые будут смотреть этот эфир, и так называемые патриоты и старые люди, которые, в принципе, не мудрость у них, а вот просто старость. Итак, что же говорится? И, наконец, ингушам за пригородный район. Эти слова были сказаны Галазовым и его непосредственно сторонникам. Утверждает сам Бимбулат Богатырев. И какие же это слова, и кто их сегодня цитирует везде, во всех социальных сетях, где только можно. И какие это слова. И, наконец, ингушам за пригородный район дали Наурский, Каргалинский, Шилковские районы. Точка. То бишь, чтобы было понятно, первые высказывания о том, что взамен пригородного района были даны Наурский беспочвенно, Шилковской и Каргалиновский район, был Галазов и его сторонники, по утверждению вот этих документов, которые мы имеем у себя на руках. И сегодня пеной со рта некоторые национал-патриоты, так называемые, полностью повторяют слова экс-президента Осетии Галазова и его сторонников. Везде, во всех социальных сетях они пишут, что взамен пригородного якобы были даны Наурский, Каргалиновский и Шилковской район. И что мы до поры до времени обязательно поднимем этот вопрос, чтобы раздел имущества был равноправным. Один вариант. Второй вариант утверждает, что именно взамен пригородного района были даны, и чеченцы якобы отжали и оставили себе земли казаков, Наурский, Шилковской и Каргалиновский район.
Все эти комментарии вы видели сотни тысяч раз на страницах этих нарнийских балаболов и высказывания эти. Опять же, это высказывание впервые, по словам Бимбулата Богатырева, было озвучено Галазовым и его сторонниками. И он это описывает еще в 1992 году. И те люди, которые сегодня говорят те же самые слова, никто иначе, как сторонник идеи экс-президента Осетии Галазова. Они его сторонники, поскольку трактуют как мантру вот эту лживую информацию. Может быть, многие не подумали, откуда они реально утверждают и говорят, когда приходили у нас в прямом эфире, рассказывали, говорили, что якобы серьезно, на серьезном основании они говорили, что взамен пригородного, но нет ни одного документа, мы вам приводили уйма документов, доказывающих обратное, где говорилось, что взамен пригородного или Ауховского района якобы был дан Наурский, Шелковской и часть Каргалиновского района. Мы прекрасно знаем, кому он был дан и как он был дан. И как просить. Итак, дальше, продолжаем. Продолжаем дальше, зачитываем. Надо ли им доказывать, что для серьезных политиков подобные доводы смехотворны? Это пишет сам Бимбулат Богатырев. Продолжаем дальше. Дальше, цитирую. Когда и зачем приехали казаки на Северный Кавказ, и в частности в район, прилегающий к городу Буру, Владикавказ, хорошо известно. Известно также, кто жил в селах пригородного района, и не только здесь, до их прихода сюда. Мне, по понятным причинам, не хотелось бы здесь об этом говорить. Казаки, живущие в настоящее время на территории Ингушской республики, не могут нести ответственность за преступные приказы царя и его генералов времен Кавказской войны. Хорошее изречение. Согласен. Но жалко, что любой российский историк, если говорить абстрагированно от этой всей ситуации, мог бы заявить Бимбулатову Богатыреву, ныне покойному, могут заявить ему и сказать, сколько этот же царь подарил вам земель, дал вам, назвал в честь вас целый округ, разделил единый народ на две части и так далее и тому подобное. Ведь это сделал тот же царь, которого уже в 1992 году обвиняет Бимбулат Богатырев в том, что не казаки виноваты, а царь, батюшка, виноват. Ну да ладно, это личное дело его. Дальше. Это важные моменты, я не хочу вам сейчас все здесь, это не вырвано из контекста, прошу, чтобы было понятно. Так, дальше. Здесь дальше, коротко если. Нелепо полагать, что ингуши не знают свою историю и что они готовы кому-либо уступать свою родину. Да, после завоевания Кавказа русские генералы выселили ингушей из населенных пунктов. Алхасты, Сунжинского района, Товзи-Юрт, Ахки-Юрт и Ангушт, пригородного района. И вселили в эти села казаков. А сами эти села были преобразованы в станицы, названы соответственно Фельдмаршалская, Дашковская, Сунжинская и Тарская. Но это уже, как говорится, не столь относится к нам. Итак, дальше. Что же говорит дальше Бимбулат Богатырев? На странице 609. Утверждение о том, что ингушам за пригородный район, в том числе и часть Малгобекского района, без их согласия, оставленных в Северной Осетии в 1957 году, дали Наурский, Каргалинский и Шелковские районы, то есть он это говорит Галазову и его сторонникам,
По крайней мере, так утверждает на этих документах он. Шелковские районы. Такая же правда, как то, что 12 апостолов Иисуса Христа, здесь Иса речь о пророке Иосе, алейхиссалам, поэтому без иронии так, да. 11 скифы, а святая Мария осетинка по национальности. И что Рейкьявик, Мадрид, Лиссабон и Лондон основаны осетинами. Конец цитаты. Ингуши не жили никогда в этих районах. Мы продолжаем дальше о Наурском, Шелковском и Каргалиновском районе. Эти все документы опубликованы в этой книге. Ингуши же никогда не жили в этих районах. Не живут они там и сейчас. Там живут казаки, чеченцы и нагайцы. Ну, здесь он слукавил и, естественно, этнографическую карту этих трех районов не сильно хорошо знает. Упустил, так сказать, пару национальностей, но не суть. И нагайцы. Ближайший от Ингушетии Наурский район находится от нее через полосно на расстоянии 60 километров. Так что ингушам взамен их аннексированной родины никто ничего не давал. И это хорошо знают те, кто распускают такие слухи. Наверное, Борис Бенбулат Богатырев не знает о том, что именно его сторонники и те, кто проживает в его республике, на сегодняшний день как мантру трактуют слова, так сказать, Галазова и его сторонников. То есть, бишь, они сами становятся сторонниками Галазова, если я правильно понял. Раз они утверждают это сегодня, упрекают в этом чеченцев, то они непосредственно сторонники Галазова. Правда и то, что на протяжении всего после... Дальше идет. Продолжаем. Правда и то, что на протяжении всего после Октябрьского периода Ингушетия являлась дикого произвола. У нее отобрали столицу, ее лишили государственность, ее расчленили на части и грабили, как хотели. Ну, тут после Октябрьской революции кого расчленили, кого нет, я думаю, люди и так прекрасно знают. Эта ситуация была по всей России, но ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так, здесь идет продолжение на странице 613. Вырезка точно так же. Нормальный внешний вид, умение убеждать аргументами и логикой, говорить с уважением к собеседнику, манера поведения наших земляков приводит в изумление тех, кому раньше наговорили о том, что ингуши и чеченцы – бандиты, воры, лентяи, бескультурные, неотесанные и надменные азиаты. Эту цитату я тоже взял. Почему? Предисловие. Это встреча непосредственно с Ельциным. Рассказывает ее Бенбулат Богатырев. Мы рассказали также, в каком положении очутился ингушский народ спустя 74 года после Октябрьской революции. Беседуя с руководителями любого ранга бывшего Советского Союза, РСФСР, а теперь и России, всегда убеждаешься в том, что как плохо они информированы о положении дел в Кавказских республиках и краях. И как много плохого, особенно об ингушах и чеченцах, им наговорено за период советской власти нашими соседями. А также Дороховыми, Жиголовыми, Опряткиными, Титовыми и нашими собственными карьеристами, которых держали в положении рабов на два народа. И дальше идет цитата. Нормальный внешний вид, умение убеждать аргументами и логикой, говорить с уважением к собеседнику, манера поведения наших земляков приводила в изумление тех, кому раньше наговорили о том, что ингуши и чеченцы – бандиты, воры, лентяи, бескультурные, неотесанные, надменные азиаты. Почему же я снова перечитал? Сегодня
вот этими надменными азиатами, бескультурными, неотесанными, считают представители наши соседи, наши братья, считают представители моего народа. Они же называют нас, их кандидаты исторических наук называют один из тукумов чеченского народа, Уарстхай, называют кочевыми племенами, что то бишь через тире считается, что фактически они то же самое, что и азиаты. То, что бескультурные, неотесанные, воры, лентяи, бандиты, все эти ярлыки, которые некогда Бимбулат Богатырев указывает после встречи с Борисом Николаевичем Ельциным, ныне покойным, да, все вещи, которые раньше говорили, как утверждает Бимбулат Богатырев, сейчас говорят то же самое, но только ингуши говорят. Не ингуши, а нарнийцы говорят про чеченцев. Разница только в том, что прошло 33 года. Через 33 года то самое поколение, которое вырастил Бимбулат Богатырев, Свинарев и все остальные, кто пишет вот эту книгу, рассказывают о том, что Наурский Шилковской район даны с Каргалинским районом даны взамен пригородного района. Рассказывая о том, что исконно чеченские земли якобы нет, и пытаются мне показывать Филькины грамоты, карты, которые не имеют ни административное, ни территориальное значение, нарисованные пунктирчиком, цветами, валейкум салам, пытаются втюхать людям и сказать, что вот видите, до 2009 года якобы они были нашими. Это очень важно, это очень значимо. Когда ты начинаешь читать эти книги, ты понимаешь, что те, которые сегодня несут этот бред ксивой кобылы, да, он идет с 92 года. То есть раньше, что они пишут, что сказали осетины, что говорили о нас там российская интеллигенция, они теперь просто разделяют, убирают оттуда слово ингуши и всю эту грязь поливают, современное время поливают этим, извините меня, этими фекалиями наш народ, в кавычках. Так они это видят. Берут умные речи, перефразируют и направляют в адрес нашего народа. Никак иначе я это назвать не могу. Да, мы публиковали Сердало, рассказывали, как Бимбулат Богатырев это говорил, но опять же, здесь есть предпосылки. Здесь есть каждый документы об этом, которые утверждают и говорят. Дальше. И теперь мы доходим до интервью Бимбулата Богатырева. И здесь есть моменты, которые меня заинтересовали. Надеюсь, они вам тоже понравятся. На сессии выступала, это он рассказывает уже о том, как они создавали Ингушскую республику. Здесь очень много рассказано, я зачитывал, рассказано, что они были красавчиками. Теперь я понимаю, откуда Беслан Цичоев начал и взял оскорбительные комментарии в адрес Руслана Хасбулатова. Это тоже, в принципе, вот с этой книги. Здесь без всяких стеснений Бимбулат Богатырев представляет Руслана Хасбулатова, да, он представляет уж как будто бы он утверждал и говорил, что создание Ингушской республики преждевременно, поскольку есть такая проблема, как Чеченская республика. И нужно сперва решить вопрос по Чеченской республике, дабы это более серьезная проблема. Так и оказалось, как говорил Руслан Имранович. Но несмотря на это, те взаимоотношения, которые были между Русланом Имрановичем и Борисом Николаевичем, они прекрасно видны. И здесь они также указываются. И поэтому давайте я зачитаю вам некоторые моменты. На сессии выступали 14 человек. Из них 3 против провозглашения Ингушской республики. В том числе в Осетии, в том числе и осетин Казаев, а 11 человек за ее провозглашение. Среди выступающих, и тут
нужно очень важный момент тоже. Это касается нас непосредственно. Среди выступающих в поддержку Ингушской республики был и наш земляк Ахмед Багаудинович Арсанов. Его речь произвела большое впечатление на депутатов и в значительной степени повлияла на результаты голосования. Поддержали нас и Айса Алироев, Асланбек Аслаханов, Султан Джамалдинов. Это те люди, которых сегодня фактически никто не упоминает. А эти люди, еще в том интервью, Бимбулат Богатырев у себя указывает как одни из основных, тот, кто поддержал их, не являясь, еще раз повторюсь, не являясь там представителями ингушского народа, они полностью поддержали его. Это один из этих Ахмед Арсанов, о котором обсуждались. Вы видели выступление, кажется, это выступление Чумакова Хамзата, да, имама мечети. Он рассказывает, что вот во время провозглашения чеченцы поддержали Бимбулата Богатырева в интервью. Это как раз таки об этом идет. Но опять же, здесь идет Ахмед Арсанов, его речь особенно сильно. Дальше идет Айса Алироев, Асланбек Аслаханов, Султан Джамалдинов. Эти люди, которые больше всего поддержали непосредственно становление Ингушской республики. В этой же книге указывается. В течение почти 10 дней добивались рассмотрения поправок по к закону и первом чтении различных парламентских комиссиях. Здесь рассказывается дальше, чтобы коротко пробежаться, то, что я оставлю, не буду зачитывать, чтобы вас долго не доставать как бы этими документами, именно вот не касающиеся. Здесь рассказывается, что были трения, как не принимали эти законы. Вы все это можете найти на этой книге. Но в основном, что важно для себя, я вот забрал. Дальше читаем. Это 619 страница. В проекте закона утверждалось. Итак, и вот 3 июня председатель комиссии по рассмотрению народом А.В. Аникиев, кажется, сообщил нам, что решено в 16 часов вчера рассмотреть закон об образовании Ингушской республики в составе России. И при этом зачитал подготовленный им же проект постановления о порядке выполнения закона. Для нас это была полная неожиданность. Дальше читаем. В проекте закона утверждалось, что Ингушская республика провозглашается только на части, слушайте дальше, только на части Чечено-Ингушской республики. Ничего не говорилось также о необходимости выполнения закона о реабилитации репрессированных народов. В этот момент я хочу, чтобы вы немножко приостановились, чтобы вам было понятно. Все документы, прежде я когда зачитывал в прямом эфире, вы слышали, что мы отделились от Чечни, они говорили и говорят, до сих пор пишут, только для того, чтобы, и присоединились к России, только для того, чтобы вернуть пригородный район. Поэтому они присоединились к России, как субъект федерации. Вот так они утверждают и на этой книге, в многих местах. И то же самое пишут комментаторы. Это предисловие к тому, что я сейчас зачитываю. Однако, заметьте, чтобы был выполнен закон о реабилитации, они отсоединяются от братьев-чеченцев. И для того, чтобы вернуть пригородный район. И только поэтому они якобы разошлись с чеченцами в 90-х годах. Это утверждение является догмой всех почти что из старшего поколения изначально. В начале все было так. И в этих документах точно так же. Если я не ошибаюсь, конечно же. Утверждение о том, что возвращение пригородного района, это в первую очередь это закон о реабилитации.
закон о реабилитации. Второй момент – это возвращение пригородного района. И вот эти люди подготавливают документы, идут, официально подготавливают законы о том, что должны там, идут ряды, подали документы, приезжают на встречу Ельцина, их не принимают, осетинское лобби сильное, там делают все, чтобы не принимать, там Галазов ставит ультиматум, там эти все моменты, все есть, вы можете прочитать, это не касается чеченцев непосредственно, поэтому я это оставляю за... Как говорится, мне за это не платили, мне за это никто как бы не обязывали, чтобы я разбирался в взаимоотношениях между Ингушетией и Осетией. Это их личное дело. Но здесь они, вот почему этот момент я выделил для себя, и чтобы вы понимали, везде они заявляют одно и то же. Мы отсоединились от чеченцев, поскольку если бы мы были бы независимыми, как и ичкерийцы, как они утверждают, нам бы никогда в жизни Россия не вернула бы пригородный район, по их утверждениям, когда они с нами разговаривают. Поэтому, чтобы вернуть пригородный район, а не потому, что Наурский, Шелковской, Каргалинский даны взамен, заметьте, в то время, как они утверждают это. Первое, чтобы закон о реабилитации действовал, то есть его полностью он действовал. Второе, возвращение пригородного района. Они входят в состав республики, подготавливают пакет документов, отдают президенту, парламенту Российской Федерации, чтобы они приняли. Их пересматривают, я вам вкратце рассказываю, вы это все найдете в этой книге, в документах. И приносят готовую резолюцию. Все, к чему они шли и стремились, и нам говорили, как я вам рассказывал, это их идея фикс, звучит так, как я вам говорил в основном. А теперь что они за счет присоединения и появления республики получают взамен? Зачитываем. Так. В проекте закона утверждалось, что Ингушская республика провозглашается только на части территории Чечено, смотрите, только на части территории Чечено-Ингушской республики. Автоматически вопрос о пригородном районе во время принятия закона о создании Ингушской республики оттуда убирается. Хотя изначально Бимбулат Богатырев утверждал и говорил, что они внесли это в законопроект. Но его оттуда убирают. Читаем дальше. Ничего не говорилось также о необходимости выполнения закона о реабилитации репрессированных народов. Второй пункт. И оба пункта, которые они говорили, мы только из-за этого разошлись с братьями-чеченцами, показывают, оба этих два момента в этом законе нет их. Их убирают. Тогда смысл об этом говорить, это 92-й год. Смысл об этом говорить до сих пор. Ну, дальше продолжим. Рекомендовались 3 года, необходимых якобы для переходного периода. Мы с этим решительно не согласились. И после длительных споров А.В. Аникиев убрал все эти положения из проекта постановления. Смотрим дальше. О таком развитии событий депутат Казбек Доев из кабинета Аникиева по телефону передал Галазову. Тот просил не торопиться с обсуждением вопроса образования Ингушской республики до его приезда в Москву, то есть отложить до 17 часов вечера. В Верховном Совете России так и поступили. После 16 часов нам сообщили, что вопрос будет рассмотрен в 17 часов, затем 17 часов 30 минут. Мы ждали до 18 часов 30 минут. Потом обсуждение этого вопроса перенесли на 4 июня. Как нам стало известно, вечером того же 3 июня Галазов позвонил С.А. Филатову в ультимативной форме и потребовал, чтобы в первой статье закона было указано, что она провозглашается исключительно за счет территории бывшей Чечено-Ингушской республики. А также, чтобы из 2 статьи убрали слова «в целях реализации закона о реабилитации репрессированных народов».
В противном случае он угрожал не подписывать федеральный договор и тем, что Северная Осетия выйдет из состава Российской Федерации и объявит всеобщую мобилизацию и так далее. Это прямая цитата из этой книги. Дальше, конечно, там идет Филатов, естественно, с такими ультимативными требованиями не согласился. Осетинские требования были бандитскими. Раньше с этими требованиями не согласился, но и все остальное. Вы можете найти все эти документы на этой книге, по крайней мере, их утверждения. Дальше идет, что касается непосредственно нас. Там идут потом жаркие дебаты, предупредили самому, мы потерпим подобного отношения к себе. Однако он быстро изменил тактику, стал говорить, что и вы, ингуши, можете вносить поправки в закон, а поправки, внесенные Президиумом Верховного Совета Северной Осетии, мы предоставим как поправки депутата Галазова. Хотя они к любому закону должны быть предоставлены за 3 дня до его обсуждения в парламенте. Да и после рассмотрения их на заседаниях комиссии Комитета Верховного Совета России. Дальше. Поправка представителей осетинской стороны преследовали одну единственную цель. Изменить 1 и 2 статью закона в свою пользу, законодательно закрепить положение, при котором Ингушская республика провозглашается исключительно за счет части земель бывшей Чечено-Ингушской республики. И при этом выполнение требований закона о реабилитации репрессированных народов, в частности, передача ингушам ингушской территории для Северной Осетии, не обязательно. Итак, уважаемые друзья, после принятия этого закона, после того, как провозгласили Ингушскую республику, восстановили или провозгласили ее, да, скажите мне, закон о реабилитации выполняется? Нет. С тех пор, с 92 года. По крайней мере, они сами это утверждают до сих пор. Это одно с другим связано. Второе. Территории, которые были отторгнуты якобы, да, которые были отторгнуты во время депортации, вернули пригородный район? Нет. Оба этих вопросах, которые здесь утверждаются, мы не приняли, мы не согласились, что бы то ни было, до сих пор остаются в такой же стадии. То есть получается, когда принимали этот законопроект, все осталось, как говорила и говорили осетинская сторона. Но возникает вопрос, логически возникает вопрос, ну вот ты видишь все, что ты хочешь, все, что ты требуешь, его тебе не дают. И тебе четко указывают, что создать ты республику можешь только в пределах территории, бывшей территории Чечено-Ингушетии. Заметьте, только за счет земель Чечено-Ингушетии. Вот как часть Малгобекского и Сунжинского района остались острым клином между чеченцами и ингушами. Потому что пригородного района как таковой не вернули. А людей где-то размещать надо. Республику создавать надо. Говорил ли об этом? Сейчас уже непосредственно идут догадки. Это мое мнение. Говорили ли об этом между собой Аушев, Дудаев? В то время Аллаху алям, знает только Всевышний Аллах. Ну и Руслан Аушев, который живой. После этого я говорю. Но факт то, что закон о реабилитации, который еще вышел в 91-м, да, если я не ошибаюсь, да, в 90-х годах, он не исполняется. По их же словам, в этой книге они указывают, мы сопротивлялись, мы не согласились, законопроект при создании Ингушской республики и так далее и тому подобное. Все, что они говорят сегодня чеченцам, мы только поэтому расстаемся, чтобы вернуть нашу исконную землю ангушты, точнее земли ангуштовцев и так далее и тому подобное. Все это понятно. Все это благородная цель каждого человека — вернуть землю своих предков. Тут никаких вопросов с этим нету. Вопрос в другом. Все, что вы сделали,
а потом на камеру говорят: «Нохчущи хирещи хютрян доадир ас, я вызендел, хвалит ласвиг республика». Как можно делать дуа на зло чеченцам? Какое от этого было зло чеченцам? Никакого. Сами же вы утверждаете, что 4 депутата, которые там выступили, они имели весомое значение. Ахмед Арсанов, Иса Алироев и так далее. Они проголосовали, поддержали вас с этим. Все сделало, все руководство ЧАССР. Ты не забывай, когда ты говоришь о руководстве ЧАССР, что большинство этих руководящих мест сидели твои братья. Больше, не меньше чеченцев, так что осторожно с болтологией. Дальше зачитываем. Итак, такие поправки Верховный Совет отверг... Дальше читаем, да? Такие поправки Верховный Совет отвергли, и при этом представила Осетии было сказано: закон о реабилитации репрессированных народов необходимо выполнить в полной мере. Поправки ингушских депутатов и одна поправка председателя Совета Республики Рябова были приняты. Таким образом, 4 июня 1992 года справедливая, долголетняя, изнурительная борьба, прошу заметить, долголетняя борьба, изнурительная и долголетняя борьба ингушского народа увенчались успехом. Был принят закон об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Безусловно, это была большая победа и выдающее событие в истории ингушского народа. А если хотите, в истории войнахов всего Кавказа. Впервые в истории ингушского народа провозглашена суверенная республика. И мы ее обязаны беречь, как зеницу ока. Конец цитаты. Отныне ингушский национальный флаг гордо будет реять над Ингушетией. Разве это не счастье видеть свой флаг? Неправы те, которые утверждают. И здесь дальше. Ладно, я за то, что хотят отдельно. Чеченцы не были против. Это все понятно. Что провозглашение Ингушской республики ослабляет войнахский народ и религию ислам. Такие утверждения абсолютно несостоятельны. Что нас вместе взятые это ослабляет, когда разделяемся. И тут уже идут, я прошу вас заметить, какие аллегории, какие слова звучат о том, что мы не одно и то же. Да, слушайте, арабская нация одна. Однако на территории Арабского Востока расположены 22 суверенных государства. И от этого арабы не стали слабее. Ну да. Только вот арабское государство на 22 стран разделены. А если разделить, допустим, Ингушскую республику, у вас 4 шахара, сделать из них 4 республики. Цоринская, Веппинская, Джейраховская и Галгаевская. Вот у вас будет 4 республики, да? А в Чечне будет их за 100. Все говорят на одном языке. Одна культура, одна традиция. Каждый тейп объявит себя республикой. Является ли это фактором демократии, фактором объединения, единения войнахского народа? Нисколько нет. Наоборот таки, это повлияет, очень сильно повлияет внутренние отношения, на междоусобицы, кровопролитие. Потому что те вещи, о которых ты говоришь, 200-миллионные арабы, которых миллионы, и нас, гулькин хвостик, которых вас-то и 500 000 только, ладно, куда, с горем пополам 500 000, чеченцев 1,5 миллиона, куда? Где это сравнение? Вот мне интересно, вот сравнение вот этого, где оно?
Сейчас. Так. Что-то... Так, надо посмотреть. Подключиться. Так, особо делаешь. Так. Рекламная пауза, как говорится. Да, я нагай. Так. Так. Технические проблемы. Сейчас постараемся их решить. Как быстро заканчивается час. Так. Да подожди ты. Так, вернулись. Ну, сравнение с арабами, которых там 200, 400, сколько-то миллионов, это не суть, да? Ну, смотрим дальше, читаем дальше. Здесь он уже просто описывает, то есть те люди, которые были в то время за единство всех ингушей и чеченцев, он описывает, что противоставление их непосредственно их единству и всему остальному, он противоставляет, непосредственно приводит примеры. Дальше. Государство эти арабы так. Должен сказать, что все попытки арабских лидеров объединить арабов в единое государство не увенчалось успехом на протяжении 50 лет. Ну, видать, большой знаток всего арабского мира. Кто там старался и кто там пытался, они когда-то были одним единым государством. Ну, я не хочу сейчас забегать туда, во время и османов забегать, и в более раннем периоде, Умар бин Хаттаби, Абу Бакре и так далее. Это рассвет, да, завоевание, расширение. Но сейчас не об этом, оставим это. Известно, что на территории Новой Зеландии, дальше он продолжает, там примеры идут просто такие. Известно, что на территории Новой Зеландии, Австралии, США и Канады проживают в основном англосаксы. И все они привержены религии Иисуса Христа, Иса Пейхмар, в скобках. Все они отделились от своей метрополии, спасли от гитлеровской Германии свою родину-мать Англию. Вот так вот. Австралия, Новая Зеландия, Канада, США, все спасли, они спасли Англию. Знания на высшем уровне, ну да ладно. Чтобы это было еще убедительнее, приведем еще два примера. Известно, что шведы, норвежцы, датчане, голландцы, австрийцы, швейцарцы – это немцы. Сочуваци продолжает, он хочет показать, что чеченцы, мы все разные. Разность нашего народа. То есть, Мичердовштуар, Питан. Менее территория, дальше идет там. Так. Тем не менее, территории, на которых они проживают, представлены суверенными государствами, и все они придерживаются одной религии. Государство миллионники, 80 миллионов, 60 миллионов, 40 миллионов. Этот человек сравнивает на тот период, ну, плюс-минус, может, 250 тысяч. 250 тысяч. Плюс-минус, да?
Ну да ладно, это обобщаем. Но человек, как говорится, утверждает: наконец возьмем славянский мир. В настоящее время он представляет они представляют 12 суверенными республиками. И практически все они христиане. Приведенные примеры – лишнее подтверждение ошибочности таких взглядов. Они пущены в ход некоторыми представителями прежде всего ингушской нации для достижения определенной политических целей, а именно недопущение самостоятельности развития ингушского народа. Если ингушам импонирует роль, и тут идет дальше, теперь начинается, как говорится, отсебятина, и пытается сказать, что кем они являются. Намек, сразу говорю, намек это сразу в наш адрес. Если ингушам, за живое надо задеть, понимаете? Если ингушам импонирует роль аграрного придатка своих соседей, то есть он говорит, что они аграрный придаток ни братьев, ни единого народа. Те войнохиты, которые говорят и утверждают, что чеченцы были против и так далее. Нет. Вот здесь написано все. Вот в этом интервью и в этих документах. Импонирует роль аграрного придатка своих соседей, они могут обратиться к Верховному Совету России с просьбой упразднить только что провозглашенную Ингушскую республику. И тут точка. Более чем уверен, что этого не произойдет. И здесь идет важный момент. Те, кто говорят, что единицы и так далее и тому подобное. Что в то время единицы только, Амунд, кажется, Барху утверждал, что там небольшая часть только хотела, разделена была республика на две части. Но нет, здесь говорится, так как 98% ингушского народа горячо приветствует свою республику, готовы ей служить и будут это делать, ибо в этом ингуши видят спасение, залог счастливой и обеспеченной жизни. Отец отделяет сыновей от себя, когда они женятся, сознавая, что от этого они станут опытнее, богаче, дружнее, а следовательно сильнее. Ну, не знаю, кто является отцом в данной ситуации, но разделили нас. Вы отдельно, мы отдельно. Стали ли от этого сильнее? Ну, опыт говорит о том, что нет. Ряд проблем, причем больших. Опыта фактически ноль. Вечные проблемы. То одно не то, то другое не то. То мы хвостиком являются, когда захотят, помашут и так далее и тому подобное. Как бы нравилось или нет, Чечня, но в Чечню еще более или менее, да, стала сильнее. Но были бы мы вместе, было бы это хуже или лучше, это уже, как говорится, домышлять все эти, как домыслами заниматься, это оставим каждому из вас. Но здесь я не противник Ингушской республики, нисколько нет. Я за то, что они есть, что они создали. Тут никаких проблем нету. Но я про то, что во время создания этой республики, какие методы использовались, что говорилось, на что ставили акценты, на какие законы, с какими людьми общались, какие высказывания. Все вот эти домыслы, догадки, высказывания, которые были сделаны еще в 92 году, сегодня слово в слово их потомки, тех людей, кто занимается разделением, да, грубо говоря, вторят и повторяют. Даже то, что они когда-то говорили, что это говорят, по их словам, их враги и недолюбливают, они эти слова сегодня используют против нас. Хотя при создании этой же республики полностью фактически поддерживали их. И никто, в принципе, как таковой не был таким ярым сторонником того, чтобы это не было.
Дальше. Отец отделяет от себя и женится, создавая и так далее. Так в случае с провозглашением Ингушской республики будет Ингушетия богатой и сильной, хорошо для Чечни. Согласен. Будет богата и сильная Чечня, хорошо для Ингушетии. Надеюсь, что так. Потому что, однако, сегодня, когда закидывают быстро развивающей, строящейся Чечне, поскольку Чечня является страной башен, они как тогда строили башни, так и сейчас строят эти башни современные, и семимильными шагами идут, точнее становятся самой прекрасной жемчужиной, будет скоро являться город Грозный. Для нас-то он и так был, даже разрушенным он был самым красивым. Это еще раз показывает, кто на самом деле является родиной башен и страной башен, кто умел их строить и тогда, и сейчас, и как строил. Но это как отступление. Хорошо для Ингушетии. Это азбучная истина, которую должны знать и чеченцы, и ингуши. Со дня военного переворота большевиков, прошедших долгих 75 лет, за это время в Ингушетии не построено ни одного здания. Вы эти слова не помните? Никто не помнит эти слова? Не построено, не сделано, все строилось в Грозном и так далее и тому подобное. Вот отсюда это идет. С тех пор, с 90-х и по сегодняшний день. В котором можно было бы сегодня разместить хотя бы одно министерство республики. Разве одного этого примера недостаточно для ингушей, чтобы понять и уяснить себе, какое это благо иметь собственную республику? Дальше. Зачитываем. На вопросы я чуть позже отвечу. Часто задают вопрос, почему Ингушская республика провозглашена в составе России? Разве нам, ингушам, нельзя было выйти оттуда и вместе с чеченцами образовать единую Войнавскую республику? Так пишет непосредственно, задает вопрос. Прежде всего, это не зависело от ингушского народа и его лидеров. Был общенациональный съезд Чечни, на котором была разработана и утверждена программа провозглашения суверенной Чеченской республики. Официально туда не было приглашено, официально туда не были приглашены представители ингушского народа. Туда не впустили даже руководителей оргкомитета по восстановлению ингушской государственности и нас, ингушской государственности и нас, ингушских народных депутатов в России. Странно. Там были представители, допустим, Тохума Уарстхуай. И причем в большом количестве. Получается ли это так, что когда Бимбулат Богатырев говорит, что не было ни одного представителя на этом съезде от ингушского народа, получается ли это так, что Уарстхуай не представители ингушского народа, поскольку Уарстхуай участвовали там? И причем активное участие принимали. Здесь же Бимбулат Богатырев говорит, что их не пригласили никого. Читаем дальше. После провала августовского путча была провозглашена Чеченская республика. И дальше читаем. Чеченская республика. И никто у ингушей не спрашивал, надо это делать или нет. Нас поставили перед свершившимся фактом. И ингушский народ, тем не менее, приветствовал
рождения суверенной Чеченской Республики. И, когда в этом появилась необходимость, защитил ее как мог, и с момента ее провозглашения никогда не вмешивался в ее внутренние дела. Серьезно? Никогда? Интересно, августовский путч в каком году был? Предпосылки того, почему не пригласили, как он говорит, Бимбулат Богатырев. Предпосылки в чем заключались? В том, что в 1989 году вы сделали съезд, да, первый съезд общий национальный в городе Грозном, о том, что вы хотите воссоздать свой регион, свою республику. Когда ее создавали, вы спрашивали у чеченского народа, хочет ли чеченский народ, чтобы вот их братья и часть единого народа отделился отдельно? Или же мы должны были быть вместе? Вы спрашивали? Я видел выступления еще живых людей, которые там участвовали, и они рассказывали, что нет. Да, они были приглашены туда, имеется в виду как журналисты, они пришли, засняли это. Никакого в этом секрета не было. Я тут не сторонник ни тех, ни других, поскольку в то время меня, как говорится, я был совсем ребенком, 10 лет, да, плюс-минус. Но, однако, предпосылки того, что вы раньше решили отсоединиться и создать что-то свое, могло повлиять на то, что когда чеченцы решили создать после путча, даже, да, они были противниками. Мы знаем, что Чеченская Республика была больше всего против того, чтобы развалился СССР. Но после всего этого, то, что произошло, да, какие бы это ни были последствия, когда попытались отсоединиться, я думаю, что предпосылки всего этого было то, что заранее, за 2 года до этого, как говорится, ситуация с чеченцами, здесь не нужно было Бимбулату обвинять чеченцев. Да и вот эти высказывания о том, что как здесь написано, необходимость защитил ее, как мог с момента ее провозглашения. Каким образом защитили Чеченскую Республику? Ну, вот мне интересно. В качестве примера что? Как защитили Чеченскую Республику там в 90-м году? До еще того, как создали Ингушскую Республику. Было бы хорошо, если были бы примеры, но, однако, каких-то ярких моментов в истории тогда, что защитили кто-то, кто защитил, я не видел. С документов не видел, по крайней мере. Никто не вмешивался в внутренние дела. Ну, тут вопрос, конечно, вмешивался или не вмешивался. Вмешивались внутренние дела Чечни, как не вмешивались. А воссоздание и присоединение к Чеченской Республике и части Сунжинского и части Малгобекского и Сунжинского района — это внутренние дела Чечни были, по сути. Потому что когда вы приходили в 1934 году, эти 2 района были за Чечней, в чеченской автономии. Но когда в тот момент парламент Чеченской Республики сказал, что нужно, раз они присоединяются к России, нужно вернуть эти земли, эти 2 района, вы сами утверждаете и говорите, что вы вмешались в это дело. Здесь много об этом рассказывается, дальше вы ознакомитесь. Читаем дальше. Чечня таким образом вышла из состава России. Естественно, ингушский народ не мог себе позволить, послушайте, естественно, ингушский народ не мог себе позволить. Почему? Во-первых, по моему глубокому убеждению, ингуши при условии выхода из состава России должны были примириться с тем, что они никогда не получат назад пригородный район и часть Малгобекского района и правобережную часть Буро, Владикавказ. Это то, что я вам говорил.
То есть они говорят, если они выйдут вместе с Чечней из общей республики, из России, то им пригородный район и часть Малгобекского района не вернут. Заметьте, часть Малгобекского района. Не весь Малгобекский район, а часть. Еще на тот период. И правобережную часть Владикавказа. Это указывает о том, что зачатки при создании этого закона и вообще, когда говорят, зачем разделили единый народ и так далее, Войнавскую республику, не война, они говорят, если бы мы остались бы в составе Чечни, нам бы не вернули пригородный район. И закон о реабилитации не был принят. Но они вошли в состав, не получили ни Буру, ни пригородный район, ни часть Малгобекского района, кроме территории, как было указано в этом законе, бывшей Чечено-Ингушетии. Вот от нее они как раз таки, как написано было, принято еще при Ельцинском законопроекте, еще во времена Ельцина, вот оттуда хапнули части чеченских земель из бывшей Чечено-Ингушетии, как было и написано. Дальше. Найдется ли хотя бы один ингуш, готовый все это уступить Северной Осетии? Таких ингушей нет. Во-вторых, при этой экономической отсталости Ингушетии, которую мы наблюдаем сейчас, ограниченность ее территорий, материальных и людских ресурсов, ей не дали бы играть паритетную роль в системе Войнавской республики. То есть, здесь речь идет о том, что если была бы создана Войнавская республика, то этим людям фактически не досталось бы кусочек пирога. Так утверждает предположение Бимбулата таково. Что очень странно. Поясню почему. Дело в том, что во времена ЧАССР большинство самых лучших, хороших, шикарных мест было за нашими братьями-ингушами. Большинство. Директоры, замдиректоры, вся промышленность и непромышленность в основном. Точно так же, там, если министр мог быть ингуш, или там ректор мог быть ингуш, и здесь нет, там в основе своей или русские на ведущих местах, большинство, или же ингуши были. И в принципе чеченцы никогда, насколько я знаю, по этому вопросу не предъявляли никаких претензий. Но почему-то уже в этот период, когда интервью дает Бимбулат Богатырев, а уже провозглашена, он рассказывает, а после провозглашения Ингушской республики, сейчас он ведет более такой свободный характер, разговор такой открытый, свободный, ему не нужно ничего чураться, уже все, что можно сделать, сделано, провозгласили и так далее и тому подобное, поэтому уже можно говорить. Ну, смотрим примеры того, почему. Паритетную роль в системе Войнавской республики. Это очевидно для любого политика. И об этом нам дали понять в Чечено-Ингушском парламенте, когда доктор юридических наук, председатель оргкомитета по восстановлению ингушской государственности Б.М. Синарев поставил этот вопрос. На той стадии развития кавказских народов, прежде всего, чеченцев и ингушей, это невозможно. Это имеет место и в западноевропейских странах, то есть в цивилизованном мире. Там Люксембург и США обладают равными правами. Закрыть. Итак, что же не устраивало?
И здесь он говорит, там так. Итак, там Люксембург и США обладают равными правами, утверждает Бимбулат Богатырев. То есть он хотел равноправия, по его словам. В-третьих, Россия единственное государство в мире, готовое оказать Ингушской республике необходимую помощь в плане социально-экономического развития. Ну, да, об этом многие утверждают. Я не могу понять. Вот эти заявления, что Россия единственное государство, которое может что-либо дать и все остальное, это понятное дело. Тогда почему сегодня во всех смертных грехах вы обвиняете Россию? Почему говорите, вот как Россия уйдет, мы вернем свое? Ну, нам, чеченцам. Я только для этого выделил этот момент. Вы указываете и показываете, что якобы фактор вашего сдерживания против нас, представителей нового народа, это Россия. То есть Россия уйдет, и вы свое отберете. Вы так это трактуете. Сотни, тысячи комментариев написали. Как же, Россия является единственным фактором, который вас поддерживает, дает вам все. Так, с первых дней об этом говорит Бимбулат Богатырев. Если хотите, Россия уже оказывает такую помощь. Она готова это сделать бескорыстно, без всяких предварительных условий. Жалко, что вот эту книгу Айсак Адзоев не прочитал. Может быть, ознакомился с многими своими вопросами, которые он дает, не был бы согласен. Нам дали твердую гарантию о том, что Россия сделает в ближайшие годы все необходимое для поднятия культурного жизненного уровня ингушского народа. Слабый, многочисленный народ слабый, малочисленный народ ингушский не может себе позволить противостояние с великой и могущественной Россией. Да. Ингуши должны быть в составе России и иметь с ней дружественные отношения, тем более, что они собираются вмешиваться, что они не собираются вмешиваться в ваши внутренние дела. Странно. А зачем тогда упрекать сегодня чеченцев в том, что у нас хорошие взаимоотношения с Россией? Что чеченцы сегодня, как говорится, хорошо взаимодействуют с федеральными властями? Ну, по вашим же словам. Вы же этим занимаетесь с 92-го года. Чечня прошло еще 10-20 лет, только после этого начали. И в чем претензии к чеченскому-то народу? В том, что мы точно так же возрождаемся, строим небоскребы, восстанавливаем свою столицу, строим международные аэропорта, строим международные по стандарту ЖД вокзалы международных. В чем проблема? В чем упреки? Вы же здесь точно так же пишете об этом. Таких динамичных и способных народов, какими являются чеченцы и ингуши, нельзя замыкать этой маленькой скорлупе. Им как раз под стать российские просторы. Осетинские руководители отдавали и отдают себе отчет о том, что означает провозглашение Ингушской республики. Создается принципиально новое положение, меняющее всю систему взаимоотношений между кавказскими народами. Они знают, что в этой системе Ингушетия будет играть непосредственную роль, занимая исключительно важное в стратегическом плане место с его способным и динамичным народом. Ну, здесь просто пафос, конечно, льется, ну да ладно, это меня не касается. Не потому ли были сделаны
осетинами очередная попытка уже который раз похоронить закон о реабилитации репрессированных народов. Они похоронили этот закон. Если он до сих пор не выполняется, они сделали то, что хотели. А вы в то время утверждаете, что нет. Ну, дальше читаем. При этом условия и провозглашенная Ингушская... При этом условия и провозглашенная Ингушская республика приказала бы долго жить 10 июня 1992 года. В Москве на заседании Совета национальной безопасности были провозглашены граждане, проживающие на территории областей республики и краев, откуда в 1941, 43, 44 годах были выселены калмыки, немцы, балкарцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши. Впервые я вижу, чтобы чеченцы были написаны раньше, чем ингуши. Вот только в этом предложении. Здесь очень важно заметить, что пригласили в Москву не представителей репрессированных народов, а людей и поныне живущих в домах жертв репрессированных. Итак, друзья, я на этом моменте на сегодня зачитывать документы остановлюсь на зачитке и буду отвечать на ваши вопросы, если вы хотите пояснения по данному вопросу. Итак, друзья, зачем мы зачитываем? Не противники, Аллахи, Биллахи, Талахи, что противники или против, или того, что создали республику. Аллахи, нет никаких проблем. Альхамдулилlah, что создали. С этим все хорошо. Создали там сравнение, братья должны разно. Мы гордимся, если будем друг другу. Если будет хорошо у нас, будет хорошо вам. Сегодня хорошо у вас и хорошо у нас, по сути. Нету войны ни в Чечне, ни в Ингушетии. Здесь упреки в адрес и Сереждином Султыговым, и всеми остальными другими якобы в этой войне. Зачем это было, что мы это сделали специально только для того, чтобы вернуть пригородный район с правобережьем Владикавказа. Поэтому мы вышли, поэтому и так далее. Это все осталось там и сегодня. Что в 92-м, что сейчас в 2025-м, это на одном и том же уровне стоит в данной ситуации. Как таковой, по сути, больших каких-то изменений вообще нет. Есть различные проблемы, вы знаете, одни говорят, другие говорят, выступления одних политиков, других политиков. Я ни в коем случае не вмешиваюсь в взаимоотношения между, ныне уже не вмешиваюсь в взаимоотношения между Ингушетией и Осетией. Это их личные, как говорится, проблемы. Но если мы говорим об истории нашего народа, они четко, осетины, и в то время, когда принимался закон, и Руслан здесь упрекает еще Бимбулат Богатырев, что Руслан Хасбулатов якобы был против, чтобы рассматривали этот вопрос о том, чтобы создать Ингушскую республику. Там много перипетий, там как Ельцин не принял их, как там пытались кто-то обойти, прийти. Все это понятно, понятное дело, перипетии, там лобби у каждого свое. Здесь никаких вопросов нету с этим. Но, как указали осетины на данном законопроекте, то есть в то время представители ельцинской администрации, что республика будет создана за счет земель Чечено-Ингушетии, не трогая Осетию. Как там написано, так и осталось. Он говорит, мы все не согласились с этим. Ну и что? Не согласились вы, что закон о реабилитации, там вторым пунктом якобы он должен быть, что его убрали, потом вы говорите, я не согласен, вы не согласны в данном интервью. Это интервью еще не закончилось, мне нужно еще поработать над ним. Потом вы говорите о том, что вы вышли из состава, чтобы и Войнавскую республику не хотите. Говорит, почему? Потому что если она будет создана, то вы останетесь без вашей исторической родины, пригородной. Ладно, Войнавскую республику не создали. Где пригородный район? Где закон о реабилитации? Если весь смысл был в том, что я по этим документам понимаю только об одном. Мы не хотим быть аграрным придатком соседнего региона. Так описывает Бимбулат Богатырев. То есть он говорит это непосредственно всем читателям.
всем слушателям, кто прочитает его, грубо говоря, интервью. Понимаете? Башлам, салам алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так, Башлам, если вопрос насчет такой небольшой фитнес закончился, то я хотел кое о чем спросить просто тоже. Да, конечно. Если вопрос касается тематики, я сейчас уже как раз заканчиваю, злой алерт, что чахол шонс, и ты задашь свой вопрос, хорошо? Я буквально сейчас это. Да. Я читаю, как бы я документы уже отложил, мы сейчас будем отвечать на вопрос. И если вопрос был в том, чтобы просто создать свою республику вне чеченцев, не нужно чеченцев упрекать в том, что чеченцы вас не пригласили на какое-то совещание. Опять же, я утверждаю и говорю, и намекаю, и говорю еще раз. Остхоевцы были на этом совещании, когда это провозглашение происходило. И причем в большом, как говорится, количестве. Бимбулат утверждает, что не было ни одного ингуша. Значит, остхоевцы не относятся к ингушам. Я логически так домысливаю, да? Домыслы мои такие, так сказать. Или нет? Или объясните мне по этим документам, прочитайте эту книгу, как же это так получается. Остхоевцы при провозглашении и выхода есть, вас нету. Ладно, это один момент. Оставим тем, кто будет обязательно смотрит мои эфиры и начинает вырезки делать и отвечать, разоблачать меня. Разоблачать не нужно, здесь все на книге. Объясните просто, поясните, кто жив. И второе. Если вы хотите, не надо искать причину проигранного закона реабилитации. Они и сейчас находятся на той же стадии, как были в 92 году. Если вы не хотели быть придатком, это я тоже понимаю. То есть вы говорите, мы бы не были на равном. То есть, другими словами, Бимбулат Богатырев говорит, если была бы создана Вайнахская республика, независимая, то мы, то бишь те люди, которые объявили независимость Ингушской республики, они бы остались в тени, им бы не дали никакой должности, они бы не были у кормушки, грубо говоря. И мы с этим не согласны. По-другому, простыми словами, и с этим не согласны. Почему, если ты представитель этого народа, там можно, тем более ингушей немало, если это тем более Вайнахская республика, тут проблемы нету, это бы решено было бы на уровне. Но нет, создаются причины разделения. Говорят, вы хотите быть придатком аграрным, вам не построили ни одного здания со времен этого, как говорится, революции. Скажите мне, Бимбулат Богатырев, сколько строительных компаний, заведующими и всеми остальными министерствами были ингушей? Кто запрещал ингушам, когда они были в ЧАССР, строить огромные здания в Назрани и в других местах? У меня возникает вопрос, почему тот же Бимбулат Богатырев не скажет, что Малгобек, который сегодня вы видите, был создан именно при ЧАССР. Город Малгобек. Его не было. И Малгобекского района не было. Был Псидах и Псидахский район. Малгобека не было. Малгобек основан в 1934 году. Так все-таки построили или не построили? Или все-таки Малгобек не относился к республике? У меня возникает такой вопрос тоже, интересно очень. Ни одного здания не построили. И эти вопросы, когда в этих книгах ты зачитываешь, любой человек, который прочитает эту книгу, у него возникнет мнение о том, что реально Нохчи отжали, Нохчи не давали никуда устраиваться на работу, Нохчи считали ингушей аграрным каким-то, как говорил Айса Кадзоев, хвостиком, аграрным придатком и так далее и тому подобное. Ну, тут со всех сторон, как их не приглашали на отделение там республики и так далее. Но несмотря на то, что их не пригласили при отделении там провозглашения Чеченской республики, не пригласили туда или в другие места, несмотря на все это,
Они защищали чеченцев и Чеченскую республику так, как могли, и все остальное это написано там. Здесь упреки. Суть огромное количество доводов о том, что якобы там все остальные, там, кроме 4 чеченцев, которые во время, когда принимали, нужно было выступить за создание Ингушской республики, выступили 4 чеченца. Особо важную роль там дается Амаду Арсанову, выступление которое было горячо принято, о котором говорит и сегодня Хамзат Чумаков, да, имам Назрановской мечети. Назрановской, кажется, если я ошибаюсь, прошу, я не знаю, где он там, но имам, видеоролик все видели. Вот это выступление, это все есть. И на этих книгах, вот на этих документах подрастает новое поколение людей, которые, опять же, будут думать и в дальнейшем, и говорить. Вот такие вот книги, вот эти книги, которые я еще 10-ю часть не рассмотрел, разжигают конкретное, очень сильное межнациональное разжигание. Вот межнациональные отношения портят вот эти книги. Потому что любой грамотный человек, ее прочитав, там и осетины, и ингуши, и Абдулатипов, и Руслан Хасбулатов. Но понятно, Абдулатипов почему был против закона о реабилитации. Почему? Потому что Абдулатипов, являясь дагестанцем, если бы ему нужно было принять закон о реабилитации, он должен был бы вернуть ауходцам все дома. Понятно, почему не принял Абдулатипов, был против принятия этого закона, ярым противником этого закона. Ладно, понятно, Галазов, потому что нужно было отдать часть района. А почему были чеченцы против? Что от этого теряют? Понимаете? И таких моментов очень много. Ладно, и сейчас, прежде чем мы начнем отвечать на ваши вопросы, я бы хотел вам такое сделать. Вы знаете, что мы сотрудничаем с компанией Ямагучи. У меня здесь задавали вопрос. Сейчас как раз я начну отвечать на вопросы. И компания Ямагучи, которая является активными, так сказать, нашими слушателями, такими одними из лидеров продвижения спортивного инвентаря, они взаимодействуют непосредственно с нашим каналом. Мы взаимодействуем, то есть, и поскольку они видят, что я часто бываю на эфирах, что я часами провожу в стримах, представители непосредственно компании Ямагучи, официального представителя в России, по всей России, и представители по всему СКФО сделали нам такой, точнее, в данной ситуации, вашему брату, вот такой спортивный, очень важный инвентарь. Поясню вам, потому что мы всегда сидим в эфире. Эта вещь вот так одевается специально на спину. Здесь, чтобы было понятно, смотрите, чтобы было ясно. Вот фирма Ямагучи, да? Одевается вот так для шеи. Хочу продемонстрировать. Не всегда же все. Смотрите. После, здесь многофункциональная. Чтобы спина не затекала, одеваете вот так его на спину. Чтобы не болела шея, чтобы не болела спина. Вот такой спортивный инвентарь, который делает нашу работу больше такой, так сказать, спортивной, интересной и поддерживают, так сказать, наших молодых блогеров компании Ямагучи, которая взаимодействует непосредственно с активными блогерами и общественными деятелями, которые есть в нашей республике, за что им огромная благодарность. Это тот, кто, опять же, непосредственно, кому интересно, вот тот, кто занимает блогерством, кто занимается сидячей работой, вот такое нехитрое приспособление, которое специально разгоняет кровь со спины, все время сидишь на одном рабочем месте. Вы увидите под этим роликом промокод, по этому промокоду можно будет его заказать с небольшой, так сказать, скидкой от нас. Вот такая очень хорошая вещь. Здесь кнопки, нажимаешь и начинается массаж по всей
как говорится, шейной области, спине. Ну, само собой, такой спортивный инвентарь. Это за что огромная благодарность компании Ямагучи, которая предоставляет нам такие сертифицированные товары. И вот такой вот, как говорится, специальная массажерка для непосредственно проведения, если мы сидим долгое время на одном месте. Сертификат, такая фирменная коробочка. Ибраим, до Германии тоже постараюсь тебя довести. Ты у нас тоже сидячий образ проводишь. Так, вот такой вот. Ну, я думаю, многие видели. Но что для меня очень важно, то, что хорошая фирма, спортивная фирма. У них очень много и беговые дорожки, и кресла, и все остальное. Вот. Хорошие бренды пытаются вместе проводить совместную работу по распространению здорового образа жизни, хорошего, качественного инвентаря спортивного. Это очень радует, и огромная благодарность компании Ямагучи за то, что они взаимодействуют с нами, предоставляют свою фирменную продукцию. Все, что вы видели, еще много чего, и кресла, и массажерки, и все остальное, вы можете точно так же заказать непосредственно нашей хорошей фирмой, компании Ямагучи. Так что вот так вот. На этом, как говорится, такой своеобразный донейшн мы закончили. И те люди, которые сегодня нас задонатили, поддержали сегодня. Это наш брат Сурхо. Огромное, так, Сурхо задонатил. Бено, YouTube, Бельгия. С Ютуба беноевцы задонатили. Адам задонатил. Бекхан задонатил. Дейлрес Хейлом Башлам Гирихан задонатил. И Ялхой Вежешкар. Вот, Бекхан задонатил. Вот эти 5 человек поддержали и понравилось кому наш сегодняшний эфир. Так что еще на одну небольшую книгу. Итак, Злой Алироевец, задавай вопрос. Да, задавайте вопрос. Уже все, кто хочет, мы будем отвечать. Валейкум ассалам. У меня вопрос. Последняя книга Амина Тисаева про государство Симсин. Так. Там же он сказал, даже разбор сделал, там видеоролик, где он рассказывал про Реконкисту. Ты же тоже про это рассказывал, помнишь? Про Реконкисту. Он объяснил там, сказал, что наши предки, они ходили даже на то же самое нынешнее Эльхотово и этот Буденновск, после чего. Он про это рассказывал. Ареал влияния того периода Улус в Симсим был очень большой сам по себе тот период времени. Это вопрос? Да. Нет, территория Симсим, я не знаю, какая у него информация. Территория Симсим сегодня предварительно, если сказать, это все территории нахшмахоевцев. Это территория Гудермеса, Курчалоя, Ведино, вот в этой Майртуб, Бачиюрт, вот в этой области. Было ли оно такое большое, прямо географически, территориально, я не могу сказать однозначно, поскольку это, над этим вопросом нужно еще проработать, посмотреть. Опять же, есть материалы, которые работают по полевым материалам люди. Да. И... Он там говорил, что наши предки пошли в Ольхотово, это Татартуб, если я не ошибаюсь, тогда назывался. Они пошли, разгромили этих монгол тогдашних, которые там были, разграбили центр, вынесли оттуда трупы и сожгли их кости. И сказали, это знати, монгольская знати. А ссылки есть? На что он ссылается? Их там мавзолей.
Нет, я это понял. Вопрос в чем на конкретно? узбекский. Я понял. Вопрос у тебя в чем? Ходили ли мы на Татартуб, ты имеешь в виду конкретно или нет? Да, реконкиста. Реконкиста ни в коем мере, под словом реконкиста не имеется вопрос о Эль-Хотове. Маловероятно, потому что Эль-Хотово, где находится, мы знаем, это фактически на границе, да, так сказать, ныне это часть Малгобекского района выходила, да, если я не ошибаюсь? Эль-Хотово это в Осетии. Да, я и говорю. Это часть как раз задняя объездная дорога. Почти что центральная, ближе к Малгобеку. Да, я же как раз об этом и говорю, что в этой области. Да. Что мы хотели, реконкиста была прямо до самого Терека, то есть правобережья Терека. Такой информации, все-таки реконкиста это отвоевание, в первую очередь, своих земель. Понимаешь? О своих земель здесь речь идет, когда я говорю о реконкисте, речь идет о том, что непосредственно отвоевание, допустим, того же Кистинского хребета, Кистинский хребет, который ныне начали называть Андийским хребтом. Допустим, те же самые Ауховские земли, реконкиста, вплоть до Каспийского моря. Те же самые, вплоть вся нижнее течение, вот до впадения реки Терек и Сунжи в Каспийское море. Вот эти земли реконкиста, это понятное дело. Но Эль-Хотово я опять же не отрицаю, что было. Почему до Эль-Хотово, если есть какие-то раскопки, если есть какие-то археологические непосредственно находки того периода. Опять же, не забывайте, что реконкиста все-таки это область Малой Кабарды. До 1800, до тех пор, пока Бек Черкасский не продал эти земли, они были под черкесами. Против кого была реконкиста? Если он говорит до периода, до того, как эти земли перешли черкесам, там, да, адыгам, если он об этом говорит, то есть монгольский период, 13 век. Период, ну, опять же, я честно тебе скажу, этой книги у меня нету. Я не ознакомлен с данным материалом. Да, я знаю, что ходили, да, что... Но, опять же, какая орда, какой улус? Сим-Сим, государство наше, опять же, правильно будет ли его называть улус Сим-Сим? И является ли слово улус нашим? Понимаешь? Если речь идет о монгольском периоде, это в любом случае 13 век. Если это идет речь о Тамерлана, уже татаро-монгольском нашествии, это речь идет о 14 веке. Были ли у нас силы для того, чтобы воевать против, понимаете, против непосредственно монгольской орды на период 13 века, заниматься реконкистой? У меня большие сомнения. Я ставлю для себя. Я тебе поясню. Не было могущественнее армии, чем у монголов. Стирались огромные государства того периода, причем с населением намного больше, чем нашим. Реконкиста это когда мы после нам, во-первых, чтобы было понятно, смотри, если говорится, речь идет о реконкисте, какой реконкисте? Во-первых, поясню тебе. Во времена татаро-монголов реконкиста произошла в 15 веке. То есть это уже речь не об этой реконкисте, о которой я говорю и рассказываю. Понимаешь? Речь идет о первой реконкисте. Там первая реконкиста и вторая реконкиста. Но первая реконкиста когда была? Когда когда Сюбиде и Джобе зашли через Каспий, через Терек, зашли на плоскостные территории и пошли вверх. Так ведь? По плоскостным. Да. Они в горы не уходили. То есть они вернулись в Черные горы, когда поднялись, туда уже монгольская орда не пошла. Их и не интересовали именно вот такого характера. По крайней мере, у меня нет такой информации, что именно монгольская орда вторглась в Черные горы. Максимум, на что они напали на тот период, это было ныне, где Гудермес, вот его, как осаждали, есть в легендах описание, в чеченских легендах, как монголы осаждали эту, ну, она называлась в то время, конечно же, не Гудермес, вы должны понимать, да?
Об этом мы и опубликовали у себя на странице. А что касается того, что вот из Черных гор, что они освобождали Эль-Хотово, ну, нынешняя Эль-Хотово, да, нынешняя часть Осетии, получается это. Да, после они пошли в Буденновск, то есть Мажары, как-то так оно называлось, это место. Честно, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ага. По моим ответу ты должен, психоделика, понимать, что я не такой человек, который так быстро соглашается с любыми вопросами. Вот пошли туда, пошли в Буденновск, пошли сюда. Где находится Буденновск? Где находится Эль-Хотово? И какое мощное государство было у монголов на данный период? Опять же, описание, не совпадение, я тебе поясню, психоделика. Описание войны того периода монголов на Кавказе, его нет. Есть описание похода Тамерлана. А Тамерлан – это 14 век. И во время Тамерлана не могло быть реконкисты, потому что именно после нашествия Тамерлана происходила реконкиста. Была ли та самая первая реконкиста после монголов, когда они нас загнали в горы, и мы... Возникает вопрос, в то время существовало Аланское государство. В тех же границах Эль-Хотово находилось Аланское царство. Аланское царство не было уничтожено во времена монголов. Они заключили договор в дальнейшем, они проиграли, заключили договор с Золотой Ордой, а Золотая Орда это, узнаешь, да, преемник непосредственно тех же монголов и всех остальных. Заключили договор с Аланией. Алания должна была выплачивать контрибуцию и выставлять воинов, когда война будет там, ну, Тохтамыш, когда произошло сражение между Тамерланом. Это этот период. У меня разница между периодами, которые ты мне говоришь, и какими-то походами 100-150 лет. Да, для истории, может быть, это не так много, как чувствуется, но, опять же, реконкиста, вторая реконкиста, это после ухода Тамерлана, после его смерти, через определенное время. Вот я о какой реконкисте говорил. А реконкисты, о которой кто-то там другой пишет, у меня нет документов. Опять же, если же документы на тарих Тамерлана какого-то, да, описание историков и свидетелей, писарей личных Тамерлана, так это поход Тамерлана, но не поход Субиде и Джебе. Если у них есть описан тарих, где описывается поход Субиде и Джебе на Кавказ, об уничтожении захвата Эль-Хотово, а потом, как они описали, что якобы с Улуса Сим-Сим произошла реконкиста, напали на Эль-Хотово, а потом в дальнейшем на Буденновск, и причем, я так понимаю, удачно. Ты меня извини, это что за такие писатели писали, нас там побили чехи, которые, чеченцы, Новчевым, которые реконкисту устроили, но ты сам хоть в это веришь? Вот у меня такой возникает вопрос. Но опять же, я не знаю. На это смотрю, поэтому... Да, я еще раз тебе говорю, прежде чем говорить об этих вещах, нужно знать историю, нужно ознакомиться с документами. Я не знаком с этими документами. Может быть, ты неправильно мне объяснил, может быть, я неправильно понял. Может быть, да. Да, мы, может, друг друга неправильно поняли. Поэтому непосредственно говорю... Можно тогда другой вопрос я задам. Значит, в период Тамерлана, то есть мы были среди нас те, кто были с ним, то есть его поддерживали? Да, ну, по крайней мере, одна часть наших полевых материалов и историков отчетливо пишут о том, что были сторонники тех людей, которые занимались исламом, то есть, ну, как сказать, занимались исламом, я же не знаю, те, которые раньше приняли ислам, утверждают, что якобы им Тамерлан из-за того, что они приняли ислам, сделали его ставленниками, они вместе с ним воевали на стороне Тамерлана и уничтожали собственный народ. Ну, ты думаешь, уже, думаю, понимаешь о том,
как я отношусь к этому вопросу? Ну да, есть об этом сражениях, что воевали. Есть даже определенные тейпы, которые были на чьей стороне и кто против кого воевал. Но сегодня я не хочу это обсуждать. Дело в том, что боюсь, что представители этих тейпов могут немножко не так это понять. Кто-то может Всё, обидеться. Блэкл, Да, кто-то может обидеться. Это в частной встрече, если мы с тобой будем говорить об этом, я тебе объясню почему. Потому что и тот, и другой тейп, это большие чеченские тейпы. Ну, как большие? Не маленькие, не микротейпы. Тема тейпов это очень сложная, Да, скрупулезная и тема, как... лучше ее не да, трогать, я да. понимаю тебя, Башам. По- Тейпы это очень И скрупулезно. опять же, если мне и тот или другой тейп скажет, можешь ли ты поклясться на Коране и сказать, что это все достоверно и имеет под собой основание, я не могу поклясться на Коране. Почему? Потому что это полевой материал, причем очень слабый полевой материал, который нужно предоставить уйма, очень много хорошего, сильной базы. А Аздин Вазар не является одним из тех, кто может там говорить или основываться и считать одним из самых сильных источников. Поэтому нет. Ну так, психоделика, мы обязательно на телеграм-чате с вами поговорим об этом, никаких проблем нет, а так не хочу. Так, Алироевец. У меня был вопрос. Да, задавай Да. вопрос. Так, у меня получается несколько вопросов. Хорошо. Насчет шейха Али Митаева. Он в последнее время... Я и на его улице в Чечне живу, и он плюсом у меня как-то любимым стал из Так. всех. У меня Если вопрос- религиозная тема, сразу злой Алироевец, я не отвечаю на такие вопросы, ты должен понимать. По этой Нет, теме. это не религиозная всё, тема, это всё. более военно-историческая тема. Так, я слушаю. Я хотел просто узнать, говорят то, что он там казаков терских просто страшно кошмарил, там не дал им вообще пройти нигде, никуда. Они там в Цецен-Юрте 4 раза сразу проиграли. Ты говоришь о локальных стычках. Да, это было. Да, Али Митаев является одним из сторонников свободы, так сказать, на тот период. И против того, что нашу землю топтал на тот период царский сапог казачьих, так сказать, уездов и их присутствие на нашей земле. Да, это так. Есть такое описание. Но, опять же, конкретное описание, что он возглавлял и он проводил мероприятия, такого сказать я не могу, ты должен понимать, потому что это очень ответственно, нужны документы. Ну, то, что он присутствовал при этом, что он был противником. У меня, кстати, есть документы, я могу скинуть в ЛС. Я не знаю, там... Это я нашел в Проза.ру. Ой, слабо, очень слабо, Оша. Проза.ру очень слабо, Да? а есть, да, это слабо очень. Ну, в Проза.ру может написать любой человек, который более или менее умеет печатать. А есть там, в Проза.ру есть конкретно на какие-то архивные документы? Или указывается... Сейчас Проза.ру, Али Митаев, там была какая-то книга или что-то еще. Если есть книга, документы, да, посмотрим потом в личке. Масхуд Заурбеков. Ну, понятное дело, посмотрим. Честно сказать, я знаю, что он участник, но, опять же, доказательств того, что документально это все заверено, что он был лидером этого восстания или уничтожения казаков, таких документов нет, но что он участвовал в этом, да. А остальное, да, в личку пришли, я тебе скажу насчет оригинальности этих документов, можно ли ссылаться на них или нету. Проза.ру не всегда может являться действительным авторитетным документом. Ну, я просто раньше им пользовался, но я теперь понял, окей. И дальше, у меня вот насчет Асланбека Шарипова есть вопрос. Не религиозно. Я понял. Спрашиваю насчет Асланбек Шарипов. Участвовал он как-либо в какой-никакой декузакизации, как называется? Конечно, ты что? Не то, что участвовал, он воевал, он жестоко уничтожал казаков. Он сделал выступление, он же был на стороне красногвардейцев, а его брат Майрбек был на стороне независимых партизан в горах, в Шатойском, кажется, или в Утомкалинском районе.
Вот, Асланбек Шарипов выступал... Подожди, Башлам, сейчас это у меня залагало. Еще раз можешь повторить сначала все ответ на вопрос, просто? Смотри, Асланбек Шарипов был ярым сторонником красногвардейцев и освобождения наших земель, исконных земель, от казачества. Он выступал на съезде народных комиссаров, или как-то он назывался, если я не ошибаюсь, есть у меня был этот документ, опубликован он, я скину тебе еще раз, где он четко высказывается по землям Сунжинских, Малгобекского района, где были заселены, в основе своей были заселены терские казаки. Точнее, они назывались сунжинские казаки, терские чуть дальше, сунжинские. Но он ненавидел и терских, и сунжинских казаков, потому что они появились благодаря царской России и занимали огромную территорию. Вот этот клин на карте Терской области, который начинается от Владикавказа и заканчивается, ты знаешь, нет, не знаю, селение Чуртовой, Петропавловка, Илиновка. Есть следующая, Илиновка называется. Вот до Илиновки вся эта коса, получается, левобережье реки Сунжи. Все эти земли, вот по Сунжинскому хребту, Сунжинской не путать, с этой стороны по Сунжинскому хребту, от того же Малгобека Эльхотова, точку первую поставь, Моздок, да, где это находится Чеченская Балка, Да. С этого места проводишь эту точку по военной грузинской дороге до Владикавказа, Орджоникидзе, оттуда берешь точку, направляешь до точки Илиновка, селение чеченское, и сделай этот треугольник на карте, и ты увидишь, где были размещены все те сунжинские казаки. Понимаешь, о чем я говорю? А терские казаки... Да, я знаю, да, они на огромных территориях жили. Вот, он воевал, ты не забывай, Асланбек Шарипов был на стороне красногвардейцев, он воевал против белогвардейщины, а белогвардейщина, само собой, это все, как раз таки, в основе своей составляло все это казачество. Чтобы тебе было понятно. И да, он их жестко уничтожал, воевал, выступал против их выселения отсюда. И да, красногвардейцы обещали вернуть все чеченские земли. И да, обещали, что все вернут обратно рабочим, крестьянам и так далее. Но крестьянам не имеется в виду крест, ты понимаешь, да? Просто рабочим называли те, которые там занимаются непосредственно сельские в селах. Вот рабочим крестьянам. Ну да, аграрными там. Да, аграрный сектор, все, кто в селах живет, вот крестьянам, вернут им эти земли, что они несправедливо царем-батюшкой были отобраны и насильно посадили сюда казаков, этих сволочей, которые полностью поддерживали царскую власть и так далее и тому подобное. И, дальше, я думаю, продолжать не стоит. Он, конечно же, об этом есть и описано, и много документов. И больше тебе скажу, в советское время снятый фильм есть, куда он ехал то ли в Пятигорск, то ли куда-то в эту область, навстречу, на съезд как раз таки, где он выступал с очень такой зажигательной речью о том, что чеченские, здесь речь идет и о чеченских, и ингушских землях, что они должны быть освобождены и вернуть их законным хозяевам, то бишь нашему народу. Вот так вот. Да, просто там вот, ты же, наверное, ты помнишь Лорсу? Лорса, у него вроде Чулик Гера, как-то так ник читается. Он этих казаков защищает, как будто, не знаю, они там ему роднее ингушей, там что-то еще. Ты имеешь в виду Руслана, что ли? Но Чечен History? Чечен History? Да. Да, конечно, знаю. Не-не-не. Если ты о нем говоришь. Лорса, вот я не знаю, вот ты помнишь, может быть, он недавно к тебе заходил, но у него сейчас, когда я последний раз вместе с ним с тобой общался, вместе с ним, у меня же еще к нему вопрос был, но я не смог задать. Отправь ему запрос, пусть зайдет в эфир. Если мы говорим с тобой об одном и том же человеке, я ему и тогда, и сейчас говорил. Я знаю его мнение, оно немножко чудаковатое, но это его личное мнение. Что касается, мы должны понимать, мы не имеем против сегодняшние остатки, которые казачество терское, которое осталось да, или те, которые раньше назывались казаками, имеется в виду. Сейчас мы это на реальную картину истории не выносим. Мы говорим об исторических казаках, те, которые, грубо говоря, выступали, уничтожали, завоевывали Кавказ. Мы о них говорим. У нас есть случаи, где, я же вам рассказывал,
как наши исконно чеченский тейп начали воровать этих казачек, имеется в виду, и женились на этих белых, симпатичных на то время затерских, и роднились таким образом. И после этого некоторые сегодня ошибочно почему-то, или не ошибочно, не знаю, начали оскорблять исконно чисто чеченский тейп Гунвай, что якобы они с терскими казаками сроднились. Да не сроднились, они женились на их дочерях. Те были белокурые, красивые, но тут никаких, грубо говоря, проблем с этим нет. У нас все идет по отцовской линии, у нас не становится от того, что женился на терской казачке, ты не становишься терским казаком. Но родство, да, они поддерживали, и они были кунаками с терскими казаками, хорошие взаимоотношения. Почему? Потому что только таким образом они на тот период могли выжить. Они не ушли с левобережья Терека. Часть варандоевцев небольшая, часть гуноевцев остались, остальные, весь левый берег Терека был за нами, но при определенных обстоятельствах, вы знаете, да, начали сжигать, Ермолов отогнал до 2 миллионов крупного мелкого рогатого скота, то есть этот период истории мы знаем. Этим беглым крепостным были с Астрахани, с этой области обещаны земли, сказали, вы будете военным сословием, все, что вы завоюете, будете вашим, вы будете свободными и так далее и тому подобное. И после чего они, конечно, с дикой яростью уничтожали, сжигали чеченские аулы по левому берегу Терека. И таким образом построили всю первую военную кордонную линию Терскую. Вторая появилась по Усунже, это уже во времена Ермолова, да? Первые крепости Моздок, Кизляр, Черленая, на чеченском она Эрзангал называется, но у нас Черленая называют, да? Александровская, Невская, тот, кто уже был в Наурском районе, кто знает, да, в Шелковском районе какие города. Вторая линия это, я забыл, Владикавказ, Моздок, Кизляр, Черленая и Николаевский. А вторая линия это Назрань, это Грозная, это Брагуны, вот по Сунже, вплоть до впадения. Вот такие вот, Петропавловка, Ильиновка, само собой. Все селения, которые вдоль Сунжи лежат, его сожгли чеченское село, назвали Ермоловкой, вы знаете, да? Оно никогда не было Ермоловкой, это просто сожгли, уничтожили селение, сделали его, переименовали в честь этого. Вот такая вот ситуация. Это была вторая кордонная линия. Но опять же, прошу не путать. Казаки казакам рознь, они есть кубанские, они есть донские, они есть терские, они есть сунжинские. Вот, не путать. И у меня еще я где-то давно еще с другими чеченцами копались в документах, копались. Один нашел документ именно в интернете, он там недавно прям был опубликован, на тот момент, смотреть недавно прям. И потом он был как-то резко, что ли, уничтожен, удален. Это я не знаю. Мы нашли, там говорилось о том, что в принципе от рук Шарипова, белогвардейцев именно, погибло 1008. Я не услышал твоего. От белогвардейцев погибло что? Наоборот, от наших погибло более 80 тысяч белогвардейцев. Во времена революции ты имеешь в виду? Да. Я думаю, что это число завышенное, не 80 тысяч. Тут я не соглашусь, чтобы было понятно. Тот, кто знает реальные цифры того периода, 8 тысяч это еще куда ни шло, но 80 тысяч это уже перебор. Как любят некоторые нордийцы утверждать, что якобы уничтожили 18 тысяч деникинцев, это тоже из ряда таких же сказок. Асламбек Шарипов, они, конечно, воевали, они уничтожали, мы знаем, здесь были 100-дневные бои, и, честно сказать, героически сопротивлялись чеченцы, это я вообще говорю, 100-дневные бои за Грозный, там мы проиграли. Там, если не ошибаюсь, еще он там участвовал, в Гайтах, получается, он участвовал. Да, Гайты, это я же говорю, мы проиграли.
Мы не выиграли. А в Гайтах мы проиграли разве? Проиграли, и в Гайтах проиграли, и в Алганюрте мы проиграли. Конечно, проиграли. У них авиация, у них... То есть, сопротивление было. Но проиграли в том плане, потому что когда есть авиация, когда убивают, начинают бомбить, а для того периода это было вообще ноу-хау. Да и в десятки тысяч раз их было больше, чем наши. Там Гойты и Алганюрт, это в принципе два селения, которые пришли на поддержку, героически сопротивлялись. Да, они убили до 1400 или 1800 тех, кто нападал, это было, но... Опять же, были поставлены пушки о перекрестном огне, я его зачитывал у нас в эфире, тоже этот документ. Они просто-напросто с высоких мест просто поставили пулеметы, редуты построили и начали расстреливать все, что находилось. Там говорится о сопротивлении, но силы были неравные. Конечно, проиграли. Братан, там единственное, то, что описывается то, что героически сопротивлялись, воевали, но силы были у Деникина, и оружие, и силы были совсем неравные. Просто такого сопротивления на целом Кавказе, в принципе, никто не мог. Там, кажется, называется все это 100-дневные бои. Цоценюрте были жесточайшие сражения. Они взяли Цоценюрт, Гудуремес они взяли, Гойты они взяли, Алганюрт они взяли. Это все вот эти селения, это вот эта красная полоса, где были самые сильные сопротивления. И Ведено то же самое. Сын Байсангура Биноевского сражался с Дениковщиной, непосредственно Дениковщиной, последователи Деникина. Он, находясь в Ведено, в этой области, воевал против них. Так что вот такие вот вещи. Выигрывать, насколько я знаю, выигрыш — это понятие растяжимое. Мы могли оказать жесточайшее сопротивление. Выигрыш был только 2 раза. Это во времена Ичкеринского сражения и до Доргоевского сражения. Вот эти были поражения. Выигрыш тоже был у Пьери, когда у Шурма, грубо говоря, потопил их, да, в Сунже. Вот это выигрыши. А то, что сопротивлялись, сжигали, нападали, уходили, стратегически применяли, это разные вещи. Прошу не путать, поэтому такие вот вещи. Мне разницы никакой нету, если мы начинаем говорить, если мы будем сами себе врать, что мы там якобы, 16 тысяч Деникинщину поубивали там и так далее. Там. Да нет, конечно, ничего не было. Все прекрасно знают, какие были сражения, все прекрасно знают, кто и как, что защищал, как проходили бои в Орджоникидзе, там и до боев были и так далее и тому подобное. Да, нет, они не продвижение остановили, они продвижение Деникина на Москву не в том плане. Они оттянули на себя силы и не дали напасть Тимур. Это разные вещи. То, что остановили, это получается, что мы где-то там у Ростова-на-Дону или где-то в Пятигорске сели и начали стрелять по ним, они не могли пройти дальше на Москву. Нет. Оттянули определенное количество непосредственно войск Деникина на себя внимание, проводили. Ну, это то же самое могут сказать и осетинцы, то же самое могут сказать. Частично ингуши тоже, да, 6 дней они там, грубо говоря, сопротивлялись Деникивщине, пока красные отступали там, и так далее и тому подобное. Тут каждый может какую-то там свою лепту внести, опять же. Вот такая вот ситуация. Злой Алировец. Ну да, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ну, от того, что мы врем, сядем здесь и все дружно начнем говорить, какие мы красавчики, какие мы львы, если история говорит об обратном. Я не говорю 100% нужно доверять. Допустим, сейчас я буквально недавно публиковал полевой материал жительницы селения Гойты, где она рассказывала, что как раз во время, вот как раз таки Асламбека Шарипова, в это время она непосредственно занималась, она умерла в 96-м году, ей было 106 лет. Она описала, как во время
культурного мероприятия Лоузер, который проходил, да? Да. Вот, окружили их как раз-таки Деникивщина, забрали всех мужчин, которые танцевали на Лоузере, загнали в конюшню и сожгли их заживо. Вот, и она в то время играла, была натуральная музыка, вы знаете, да, вот и Пондари. Она была одной из тех, кто играл на гармошке. Вот, и когда она играла, то есть все окружили, забрали, женщин оставили, мужчин тех, которые более или менее там, всех загнали в конюшню, обложили, подожгли, убили их всех, заживо сожгли их. Там 100 с лишним человек было, по крайней мере. И она рассказывала, что после этого никогда больше в руки прилюдно не играла на гармошке. И когда она до сих пор, ей столько лет, рассказывала со слезами на глазах, и говорит, когда в тишине порой я сижу, я до сих пор слышу голоса и крики тех людей, которые сгорали в этой ферме. То есть это был настолько страшный ужас. Какой контрибуцией они обложили нас после проигрыша, Деникин, вы тоже можете прочитать эпизод о гражданской войны. То есть они забирали тот период, самое важное, чтобы вы понимали, для сельского хозяйства, это было сено, дрова и так далее, вот такие вещи, да, запасы. Они, у чеченцев в то время, на данный период времени с этим, и так война, и так проблемы были. Они забирали чуть ли не последние остатки для своих солдат, воинов, казаков. За убитого казака там огромное количество выплаты каких-то денег, там каких-то или убийство двух, там такие жесточайшие меры были. Деникин была еще та скотина, так что тут я полностью на стороне Асланбека Шарипова, конечно. Ну, идейно я имею в виду. Хотя, честно сказать, и в дальнейшем и красногвардейцы себя тоже повели немножко неадекватно. Не немножко, а неадекватно. Они до того, как укрепились, их поддержали. Но были и те, которые не поддерживали, и благодаря этим не поддерживающим они жестко начали наказывать всех религиозных деятелей. Ну, поскольку у них атеизм, безбожие, вот и результат всего этого. Вот так вот. Асланбек же мусульманин был, надеюсь? Да, конечно. Асланбек был на стороне красногвардейцев, его брат Майырбек был на стороне оппозиции, так сказать, того периода. Да. А как так получилось? Это насколько младше, получается, Майырбек? Вот я вот, и честно, времени, возраста между ними я не интересовался, но он был младше то ли на 2, то ли на 3, где-то в пределах 5 лет между ними разница была. Если я не ошибаюсь. Из ситуации. Ну, они как-то, у них дорога разошлась, но, в принципе, идея у них была одна. Ну, и тот, и другой считали, что они за правильную идею. Нету ни одного случая, где говорили, что Майырбек и Асланбек сражались друг с другом. Идеологически они были на разных сторонах, как говорится, но что где-то записано, что брат воевал против брата, такого не было. Но идейно они были на разных баррикадах. Вот так вот. Брат против брата, это, по-моему, как сказка, но все же. И насчет Майырбека тоже у меня вопрос. Так. Мы, не мы, просто накопал какой-то там советский, я не знаю, откуда он взял этот фрагмент. Там написано то, что с каких-то там 30-х годов за все время повстанческих атак, всяких вот этих вот вылазок там до самого 45-го года в Чечне погибло более 20 тысяч красноармейцев. Такое вообще возможно? Вот просто. Ну, во-первых, не до 45-го. Нас в 45-м это неправда. Депортировали нас в 44-м. Мы не могли до 45-го быть никак. А то, что остались какие-то обреки в горах, это были единицы. Что касается, могло погибнуть до 20 тысяч с начала революции, конечно, могло. Это же, грубо говоря, смотри, революция произошла в 1917-м. С 17 по даже, грубо говоря, да, с 17 по 27, 37, это 20-30 лет, фактически не такое большое количество, грубо говоря,
солдат для того, что могли погибнуть на Кавказе. Если ты имеешь в виду конкретно только в Чечне погибло столько, не знаю. Данные, конечно, не сильно любят говорить, хотя вполне может быть. Ну вот смотри, чтобы ты понимал, тут же речь идет о чем? Тут нападение абреков. Тут речь не идет о конкретном специализированных войсках, которые выступали против красногвардейцев. Понимаешь? Здесь часть людей, которые выступали, они были против идей, да, коллективизации. Ты же знаешь, что такое коллективизация, да? Это когда всех людей начинают там ставить под одну лебедку, Ибраим, и цауш вон, чуа прямой эфир, аше камер, латиню яйци цауш. И отключить ве. Админ молодцы, чуа. Я боюсь, что немножко неправильно могут понять. Су отключить вем циалеру на своих. Так, я, Бошлам, понял твой ответ насчет, типа... Это не, я хочу тебе сказать, смотри, это небольшое количество. Чтобы ты понимал, шейх Мансур за время его сопротивления, по официальным данным, уничтожил, и благодаря его сопротивлению уничтожил 30 тысяч солдат царской России. Офицеров, всех чинов, разных чинов. Это официальные данные, что благодаря бунту, который он поднял, и сопротивлению, которое поднял шейх Мансур против царской России, погибло 30 тысяч офицеров. Ну, офицеров, опять же, прошу прощения, солдат. Да? Это всего лишь, а мы знаем, что это длилось где-то 5-6 лет, так, не такой большой срок. Мы знаем точно так же, что во времена Кавказской войны, уже ближе к 1855-50, ну, до еще пленения Шамиля, что закончилась уже война с Францией, Крымским ханством, ну, этим полуостровом, да, все они уже были покорены, и все войска в пределах, я читал у разных источников, где-то написано 280, а где-то написано было до 360 тысяч офицеров, точнее солдат царской России присутствовало на Кавказе для подавления любых, как говорится, противодействий. Да. И ну, чтобы было понятно. Опять же, во времена гражданской войны Кавказ большой. И да, кстати, мне здесь задавали вопрос о том, что в вопросе, где был закинут ролик про женщину, которая там Ереван и Баку, там можно ли назвать... Чтобы было понятно, уважаемые друзья, понятие Закавказье или Южный Кавказ – это понятие, которое появилось в советский период. До этого Кавказ был единым. Нету Кавказа отдельного. Северный Кавказ, Западный Кавказ. Вот эти термины все введены в научный оборот уже во времена Советского Союза. А до этого это все был Кавказ. За хребтом, и что с левой стороны, что с правой стороны. Поэтому что Баку, что Грозный, что Ереван, что Тбилиси, это все города Кавказа. Майкоп и так далее и тому подобное. Термины Закавказье или термины Южный Кавказ и так далее и тому подобное, это уже, как говорится, ввели в обиход в советское время. Как и термины, которые называются европеоидная раса, да? На самом деле, этот термин существует только в бывших странах СССР, он назывался всегда кавказианской расой, не европеоидная раса, а кавказианской. Ну, видать, Советский Союз со своим интернационализмом решил так угодить, так сказать, науке во благо всего и вся, что назвал всех европеоидная раса. Ну, честно сказать, от этого Европа больше любить Россию не стала. И так далее и тому подобное.
Лучше бы оставили как есть. Насчет, я не знаю, можно говорить, конечно, но насчет осуждаю. Ну, типа, Насчет чего? или лучше не говорить? Насчет чего? Насчет Гитлера. Смотря в каком ключе ты говоришь. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Если ты начинаешь говорить о какой-то позитивной стороне фашистской Германии, я боюсь, что люди могут тебя немножко не про это. Это тематика для людей, которые непосредственно занимаются историей, но не для публичного высказывания. Я хочу пояснить, сейчас трансляция идет на Ютубе, на Инстаграме и в Телеграме одновременно, и все тебя слышат. И если вдруг кто-нибудь, какая-нибудь гнида посчитает твои разговоры с продвижением нацистской Германии и так далее и тому подобное, не понимая, о чем ты говоришь, это может иметь для тебя какие-то последствия. Поэтому незнание закона не освобождает от ответственности. Говорите желательно. Я даже новейшую историю не сильно люблю вообще затрагивать, потому что любое слово, сказанное тобой, может попасть в какую-нибудь под статью какого-нибудь экстремизма, терроризма. Лучше говорить об истории, нежели чем о таких вещах, которые может привлечь тебе завтра, привести к уголовной ответственности. Ну или административной. Да, но я уже просто умею так это объяснять, но я не буду, ладно, тогда. Потому что я... Мое дело предупредить, а дальше ты сам. Я всегда говорю, что у меня в эфирах есть представители органов, да, силовых структур. Они смотрят, они прослушивают, они мониторят. Это однозначно. Почему? Потому что там, где есть люди, где собирается большое количество людей, где есть просмотры, а у меня они уже давно перевалили в Ютубе за 1 миллион, в Инстаграме просмотров на месяц меньше 1 миллиона не бывает, стабильно держится. Лайкать многие боятся, писать боятся, потому что до сих пор думают, что я то ли какой-то там, я не знаю, как они называются, иноагенты, да, думаю, но на самом деле это не так. Да. На самом деле я живу дома, живу в своей столице, Сюальжгал, Нохчучуэ. Я политикой не занимаюсь, мы занимаемся историей, поэтому вот такие вот дела. И так, один написал, дошел ли донат. Уважаемые друзья, 4 человека задонатили, я их зачитал, поблагодарил. Дерес Хилцан, она послаться дал духудаху. Как придет Ибраим, сразу, если приходит донат на YouTube, отправляет. А так у меня здесь высвечивается, есть специальная программа, он показывает, кто что отправил. Если не дошло, то, конечно же, говорить об этом не могу. Тогда давай вот так вот я лучше спрошу. Не про этого... Так, собор дела, злой Рирус. Если у кого-то другого есть вопросы, есть кто-нибудь хочет поговорить через Инстаграм, нажимаете вот эту камеру с плюсиком, отправляете запрос, я принимаю, задаете вопрос и можете вести дискуссию. Соглашаться, не соглашаться, я вас не собираюсь не оскорблять. Все будет в рамках культурного общения, без мата, без ничего, нормально. Но обязательно нужно, чтобы видно был ваш фейс. Или если вы не хотите задать аудио вопрос, заходите на наш телеграм-канал, или же нажимаете кнопку, отправляете, я принимаю, можете аудио вопрос, как это делает сейчас злой Алирой. Или же, если вы хотите просто написать вопрос, можете это сделать в Инстаграм, можете это сделать на канале YouTube. Прямые трансляции идут в данный момент на телеканале в YouTube идут, в Инстаграм идут и в Телеграме. Это вот, не знаю, там может быть еще где-то параллельно в ТикТоке, ВКонтакте и так далее и тому подобное. Да, я эту музыку слышал. Алирой, гитя, доритон, как-то. Да, я слышал эту музыку, которую кто-то из моих подписчиков записал, опубликовал в Одноклассниках, ВКонтакте, мне присылали. Огромная благодарность подписчикам Дерес Хилшун. Я, честно сказать, не привык к таким вещам, когда там кто-то там про меня песни поет или кто-то там стихотворение пишет. Я даже не знаю, как в этой ситуации вести. Для меня этого никто никогда не делал.
Мое дело максимально вам помогать, с вами общаться, доводить до вас истину, показывать вам слабые и сильные места, показывать, где кто пишет, какие гадости пишет про нас, чтобы вы передавали своим детям, чтобы вы знали недругов, врагов нашего народа, кто является ярым, открытым, скрытым чеченофобом, кто какую подлость делает, где нужно остерегаться, где будет вам улыбаться в лицо, а за спину будут вас наговаривать на вас, на ваш народ, на всех остальных, как говорится, все гадости. Поэтому дискуссии мы все только за то, чтобы пятая дискуссия. Салам алейкум, рахматуллахи баракатуху. Рахматуллахи баракатуху. Меня Артур зовут. Я с Черкесска. Знаете, такой город, наверное, по-любому. Да, я был недавно приглашен туда, в Черкесск, на интервью. Да, как красивый город. Очень понравилось, красиво. Люди очень добрые. Мне понравилось. По крайней мере, я не почувствовал никакого негатива, никакого преследования, никакого плохого отношения в отношении себя. Угу. Спасибо большое. Я извиняюсь, я давно подписан на вас, но так. Имя ваше не знаю. Мое имя вот как раз таки, как и называется канал. Меня зовут Башлам. Башлам. Ясно. У меня вот вопрос такой. Я как бы интересуюсь непосредственно историей тоже. Вот сейчас в прямом эфире слышал, вы сказали, если есть какие-то такие вопросы интересные, если хотите, можно будет ответить. Вот. Я сам по национальности абазин, и как бы, если вы слышали, у нас у абазинов... Послушай, абазины у нас есть абазины, так что мне можете рассказывать. Да, я к тому, что как бы я интересуюсь историей всех народов Кавказа. Естественно, вся история каждого народа, она каждая по-своему интересна, по-своему уникальна. Вот. И я как бы начинаю все больше и больше начинаю интересоваться той частью Кавказа, как говорится, не западной, а восточной стороной. И у меня вот такой вопрос возникает. Вот наши народы, да, адыгские, абхазские, мы вот люди леса нас называют. То есть мы никогда не строили города. То есть до Кавказской войны, до вообще там вот эти 17 века, там 16 века. А вот нохчи — это люди городов или люди тоже леса? Вот как население? Да, я понял. Нохчи, народ Нохчи, Баркала за то, что спросил, но сделаю небольшую поправку. Дело в том, что, насколько я знаю адыгскую историю, а ты являешься частью, неотъемлемой частью народа Адыге, описание похода Тамерлана против Тохтамыша четко описывается, что Тамерлан пошел уничтожать союзнические народы и их государственность. Там в первую очередь речь шла об адыгах. И они говорят, что уничтожали их все, на данный период уничтожали их культуру, традиции и города, указывается. Опять же, поясню, были ли это мегаполисы в современном нашем понимании, или же это были какие-то города непосредственно с нашей культурой, традицией и обычаями в горной части. Да, это уже другой вопрос. Что касается отличия между Нохчи и между Адыге, фактически я был сейчас в этом году как раз таки у братьев Адыгов в гостях в Сочи. Для меня это Адыгея и все остальные эти Туапсе, Алупка и так далее и тому подобное, да. И они ничем не отличаются. Мы фактически не отличаемся. А все, что были замковые комплексы, сооружения военного типа, именно в них крепости, да, они были у чеченцев, и мы больше горные люди, то есть только горная часть. Но, опять же, это не говорит, что у нас не было оплотом и сохранением культурных ценностей, традиций, и местом, где больше всего самобытность и все национальное сохранялось, это были горы. Поэтому мы больше относимся к лесным
как ты говоришь, ну, горный лесной массив, грубо говоря, да, вот к ним Ну, относим. Тогда лес кормил народ, как бы, да, и охотились, Да. и Но это у нас считается собирали до, там, да, там, до ислама лес считался священным. Он считался священным, то есть многие вот эти с периода джахилии, языческого периода, есть очень много преданий, где поклонялись воде, лесу и так далее и тому подобное, да. Поэтому, само собой, это все есть и у абазины, ну, у адыгов это есть это и у ногчи народа, но это как бы более древняя история. А так, есть у нас такие некоторые представители наши научного истеблишмента, которые говорят, что мы были на равнине и с равнины пошли в горы. Нет, в основе своей доказано четко, что осели и вообще по древней истории, начиная от грузинских источников, начиная от армянских источников, что вся жизнь со времени появления, когда Ноев ковчег осел, с тех пор все наше перемещение, размещение, оно было в основном в горной части. И размещенные вот эти культурные центры, вот эти замковые комплексы, сигнальные башенные комплексы, жилые башенные комплексы, полужилые, полубоевые башенные комплексы, боевые башенные комплексы, катакомбы, все это, все оно у нас сохранилось в основе своей, да, сохранилось в горной части. Плоскостная уничтожено, что было в царское время, что было уже, как говорится, после царского периода, советское время. Из могильных плит выкладывали, делали свинарники, делали конюшни, выкладывали дороги. Прямо, как говорится, что это такое, вы это почувствовали на себе. Я знаю, что было с вами и с вашей историей, поэтому непосредственно мы говорим за царское время и более такое атеистическое советское время. Ну, по крайней мере, нас депортировали еще после Кавказской войны. У вас-то и так там осталось немного, поэтому вас-то и депортировать. Хотя кабардинцы частично, я знаю, кабардинцы тоже были высланы. Так что мы больше, да, это жители гор и лесные, так можно сказать, в основном. Но горы и лес неотъемлемая часть. люди леса, так сказать, Да, да. да. Вот, и, насколько знаю, я так особо, может быть, я ошибаюсь, вот дагестанские народы, они больше все-таки как бы люди городов. Потому что вот, как бы, ну, как я слышал... С лесом у них, конечно, проблематично в горах. У них в основном лысые горы. Они и Расул Гамзатов описывает, кроме голых скал и камней ничего нету. Ну, сказать, что они городские, брат, ну, скажу тебе, нет, все-таки это немножко не так. Дагестан, во-первых, это не адыги, это не ногчи. Там, Да, блин, ногу сломит 38 национальностей. Половина из них тюркские. Ну, не половина, по крайней мере, те же кумыки, они не горные, они не лесные никакие, да, их там 600 тысяч. Нагайцы, то же самое, ну, нагайцев не так много, сколько там, 150-200 тысяч максимум. Калмыки даже с этой области, да, я не говорю, что они дагестанцы. Вот, что касается, горным, у них относятся дидойцы, андийцы, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, из больших, да, но остальным можно, всех остальных можно приписать кому-то или иному. Но с лесом в основе своей, те, которые с нами граничат, у них еще более, вот у андийцев есть небольшие там леса, да, но они любители их почему-то вырубать, не знаю, до сих пор у нас война с ними идет. Чеченцы сажают, они вырубают зимой. Вот, само собой тайна. Верно, поэтому... Я не знаю, нет, у них какая-то проблема с дровами или с газом, не знаю, с газификацией, но у нас вечная проблема. Мы пытаемся озеленить этот казиной Ам, а там небольшой, благодаря одному предательскому подписанному договору в 1983 году мы где-то процентов 30 потеряли наше горное озеро казиной Ам. Оно теперь де юре находится в составе Дагестана. Понимаешь? И мы сажаем, со своей стороны полностью сажаем те деревья, которые выживают, чтобы озеленить это место. Ну, то есть она зеленая, но с деревьями имеется в виду. Климат. Чтобы более... Да, чтобы сохраниться и климат, и власть. Все. Сейчас перестали, правда. Был период, мы сажали, они зимой, пока там чеченцы разъезжаются, они вырубают, сжигают, на дрова куда-то пускают. Ты же не найдешь, кто это сделал, там, кто зимой ходит, пока
по следам горячим. Сейчас вроде бы, говорят, перестали, чуть-чуть зелень начала появляться, там уже деревья. Вот такие дела. Дедойцев тоже есть немножко, зеленка тоже есть. Но у остальных, конечно, там очень проблема. Назвать ли городами, городскими? Сейчас, да, братан, сейчас они больше городские. Горная часть там в основе своей, хотя есть и присутствие у них, но и все спустились в основе своей. Все эти непонятки, которые сейчас есть у чеченцев, там, допустим, у ауховцев с дагестанцами, они же вот по этой причине. Чеченцы говорят, мы с депортации вернулись, ауховцы, чеченцы, ночью, да? Мы вернулись, возвращайтесь обратно к себе в горы, лакцам и аварцам. Возвращайтесь, верните дома наших предков. Ночью говорят, вы мусульмане, мы мусульмане, это неправильно. Сталин, гнида, сделал это был не совесть и так далее. Но прошло 80 лет, они до сих пор 1660 домов, кладбища, мечети, но район не восстанавливает, дома не возвращают. И вот этот конфликт между нами до сих пор, как говорится, есть. Да, я вот буквально на днях смотрел старое видео главы Чеченской Республики с Русланом Курбановым, там именно про вот этот участок и рассказывали. Да. Артур, я слышу, говори. Да, история там есть, как бы, ну, это никуда не денешься, как говорится, никуда не денешь, это она существует. Ну, ты знаешь, что самое интересное? Вообще всех депортированных народов существуют такие проблемы. Туда, когда кого-то выселяют, это, соответственно, эту местность с кем-то заполняют. Это всегда... Ну, понятно, Артур, когда это сделал Сталин, боялись Сталина, я это все могу понять. Артур, но мы оттуда вернулись, правильно? Сейчас нету Сталина, нету Советского Союза даже. Российские власти выделили, построили им 10, там микрорайон целый под Махачкалой построили, дома построили, деньги на переезд дали, потом они начали на зеленку просить. Они, если там заезжали одной семьей, там 6 человек заезжали в один дом, сейчас эта семья выросла, они просят 6 домов. И эти 6 домов им дают. Все условия. Россия, по сути своей, хоть и все, она на тот период это все было сделано, она-то сегодня дает тебе все условия, но когда чересчур уже начинает наглеть, когда ты одно говоришь, другое говоришь, третье, десятое, и сегодня не стоит обвинять российскую власть, я про что говорю. Сегодня есть условия, тебе создали их. Переезжай ближе к морю, новые селения, на видео, на картах, все же это есть. Да. Хочет туда переехать вот чеченский народ? У него как желание есть на свои исторические земли посетить их? Аух? Да. Конечно. Да. Нет, ауховцы проживают там же. Они живут чуть там в Хасаюртовском районе, их раскидали. Понимаешь, а их земли написаны, ты знаешь, что такое висет, да? Не знаю, как у вас, это то, что завещание оставляют. Вот этот васеты оставили многие ауховские дедушки своим сыновьям. Мы просим вас, умоляем, верните дома своих прадедов. Они там живут на протяжении 1000 лет, они никуда не уезжали. Они не просят присоединиться к Чечне, Артур. Они говорят, восстановите наш район просто. Вот и все. Составить другого субъекта? Просто, да, составить того же Дагестана, ну просто наш Ауховский район восстановите. Верните наши мечети, верните наши могилы, верните кладбища, верните дома наших предков, которые превратились в сараи уже там, не знаю, во что угодно. Верните, мы их восстановим, мы их поставим. Отдайте просто их нам. Все. А те нет, тем неохота, понимаешь, в лом возвращаться обратно куда-то в горы, где нету, как ты говоришь, городов, где нету никаких условий, им же проще, там, где мягкий климат, там, где по кайфу, понимаешь? Не важно, что ты мусульманин, что ты живешь в мусульманских домах, не важно, что это харам с точки зрения религии ислам, это харам с точки зрения просто адатов Кавказа, понимаешь? Но это нельзя. Я понял. Прекрасно, все. Все понял, Балшам, ты ответил на мой такой небольшой интересующийся вопрос. В общем, я тоже буду дальше слушать твой эфир. Еще другие желающие. Баркала, Артур, огромная благодарность всем братьям адыгам, адыга Уэй, как говорится, адыги, абазины, все братья, чтобы вы знали,
я очень часто, меня и упрекают в этом, и говорят, вот ты всегда говоришь хорошо про адыгов. Для меня адыги, чтобы было понятно, адыги это черкесы, кабардинцы, ну и все общества, 13 обществ, которые есть. Для адыги это главное титульное имя, как для нас Нохчи. Поэтому я всегда говорю адыге. И чтобы было понятно, вопрос не в этом. Ты знаешь, нет, не знаю, есть такой Калмыков. Юрий Калмыков был ваш адыг. Я с его внуком непосредственно, это мой друг, товарищ. Ну, Вот. Я знаю его. Да. Я думаю, тебе рассказывать не нужно. В честь него есть улица, и да и многие моменты. После этого все люди, которые переехали в Адыгею, переехали в Кабарду, и в первую в Чеченскую войну, и вторую Чеченскую войну, да и ранее, и те же потомки адыгов, которые приехали во времена шейха Мансура, поселились, твои братья по тейпу, абазины, которые здесь остались сегодня, это Абзуай Тейп, которые, они до сих пор есть. Моя сноха является как раз таки Абзуай Тейп, твоя сестра по тейпу, да, получается? Вот, то есть, ты понимаешь, что у нас никогда как таковой, хотя одни из двух народов, которые на Кавказе, ты знаешь, без малого навели шорох и воевали очень долго, и воевали против самой крупной и сильнейшей империи, да? И вот эти моменты, за все это время было и плохое. Я говорю, да, мы воевали, были с кабардинскими князьями, были жесткого, Рубилова было, и убивали, и воевали, кровь проливали. Но несмотря на эти нюансы, несмотря вот на эти маленькие, там, грубо говоря, интересы местечковых князей, адыгский народ всегда был по соседству с Нохчи народом. И всегда, что князья, что их дети. Я целую статью вот нашел, буквально недавно опубликовал, как адыгские князья отдавали на воспитание детей в Чечню. Именно княжеские дети, религии обучались определенным наукам, понимаешь? И это, опять же, вот этот тазит, описание тазита, да, Пушкиным, который описывается. Это же раньше называлось отлычество, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Как? Отлычество. Да, абсолютно верно. Вот все эти моменты, они есть среди нашей истории. И вот сейчас, я не любитель там вот этих боев, ну, имеется в виду, нет у меня вот такого. Вот когда приезжали братья там, адыги, приезжали там, Багов, кажется, его вашего, да, чемпион или как он, UFC, там, не знаю. Багов это Кабардино-Балкария. У нас есть с республики Кишев. Я имею в виду, имеется от адыгов непосредственно. Багов, он же адыг? Да, он кабардинец вообще. Да, но он то же самое, да. Вот когда он приезжали с черкесскими флагами. Наши так сильно радовались этому, как будто бы, я не знаю, как увидели, я не знаю, собственно, часть своего народа. Я это к чему? Я связывался с сирийскими чеченцами. Там черкесы и нохчи вот так живут. Да, там еще Турции точно так же. В других местах. В Иордании тоже диаспоры есть. Абсолютно верно, абсолютно верно. И причем кровно-родственные отношения поддерживают. То есть это то, что мы пронесли сквозь вот этих 200-300 лет. И предательство, я не просто так Калмыков сказал, параллель, начиная с шейха Мансура и заканчивая Калмыковым, мы никогда не получали никакого такого предательского удара от адыгского народа. Поэтому взаимоуважение, и мы реально соболезнуем вам, братья адыги, от всей души соболезнуем. Мы знаем, это утрата, мы знаем, что вас по всему миру раскидало, что вы решились своей родины. Дай Аллах, чтобы все нормализовалось, чтобы все братья, сестры. Я не знаю, когда это будет. Возможно, будет это, не будет, я не знаю. Но от всей души желаю, чтобы весь адыгский народ возродился и процветал, как ранее. Дай Аллах вам этого. От чистой души, как говорится. Заходите, подписывайтесь, задавайте вопросы. У нас очень много общего, особенно со времен шейха Мансура в основе своей. И я очень сильно ссылаюсь и часто очень скидываю многие документы. Непосредственно первый имам Кавказа, шейх Мансур Ушурма, титул шейха Мансура и имама получил в первую очередь у братьев адыгов. Поэтому... Да, он ушел в Анапу, с Чечни в Анапу, я помню, так
Но он и до Анапы, да, там различных местах были сражения. Но, честно сказать, очень такой позитивный след в истории имеется в виду о братских, хороших взаимоотношениях. Правда, единственное, у меня бывает с вашими немножко непонятки, когда я начинаю говорить, что вот древнюю историю адыгов, так, Завис. научные вопросы я отвечу, да, то, что знаю, то, что могу, то, что не могу, не знаю, как говорится. Есть ли вопросы? Ибраим, есть ли... يدخل في حاجة Бекхан Асам يدخل тарих. Ибраим, как-то жду, есть в Ютубе вопросы, в Инстаграме, я вижу в Телеграме вопросы, если есть, задавайте. Так, раз, два, три, четыре, пять. Слышно, видно? Кто-нибудь, ответьте. Я выше задал вопрос. Ассаламу алейкум, алейкум. Салам башлам. А есть подтверждающие документы, что на воспитание своих детей адыги, что на воспитание своих детей адыги чеченцам? Конечно, есть. Конечно, есть, братан. Есть и эти документы, я их же публиковал. Есть, где их воспитывали, в каких местах даже есть, описывается. Это непосредственные документы от кумыкского князя, который рассказывал. Точно так же он указывает, что очень близкими и куначескими, аталыческими отношения были между Орстхой и черкесами, адыги. Ну, это тоже самые адыги. Это тоже документы. Я опубликовал их, есть они в более раннем периоде. Посмотрите. Там рассказывалось, когда началась война, убили некоторое количество детей, остальных детей, там, чеченские тейпы из Даут-Мартана, ну, это западная Чечня, да, из этой области этих детей отвезли, отдали нашим братьям Орстхоевцам, Орстхой уже через свою территорию отвезли и отдали черкесам. Ну, имеется в виду этой области непосредственно Орстхой граничили с черкесами как единым, там не говорится как отдельному народу, само собой, да, Малая Кабарда непосредственно, да, граничила на тот период, часть Малой Кабарды граничила непосредственно с Орстхоевскими тейпами, что они привезли их, отдали, сказали, передайте им, чтобы они их переправили уже в Черкесию и отправили. Вот так вот. Это все есть, я опубликовал это, и никаких, как говорится, от себя. Мне смысл какой, если я завтра не смогу это все не показать, не доказать, нету никакого смысла. Дек дожду, то, что очень близкие, хорошие взаимоотношения были между адыгами и с нашими тейпами, там, Орстхоевскими тейпами, да, остальными, там, акинскими, там, терлоевскими, те, которые в западной части проживают, с теми же Цуатро, в то время как раз когда эти дети обучались, они религиозной науке обучались. Одним из больших алимов был Цуантру из Даут-Мартана. Он обучал. Сам же тесть у Шурмы шейха Мансура, он же из Ачхой-Мартана. Вот. Так что Даут-Мартана нынешнего. Так что вот такая вот ситуация. Есть вопросы? Вопросы есть, вопросы нет. Пятчу не дай. Что там? Так.
пока вопросы зачитываем. Вопросы есть. Я слушаю вас. Так, в смысле сообщения есть. Задавайте вопросы. Мы будем отвечать, да. Или как там говорится, у матросов нет вопросов. Матросы, не знаю, о чем в Мартане было медресе. Шейх Мансур, дед по матери, заведовал. Да, вот что-то. Ну, кроме деда, вроде бы, его жена тоже вроде бы была оттуда, Усугался. Стундах и Лаунтюнтигер. Есть эти материалы у меня. Так что вот так вот. Скажу вам, очень даже неплохо. Могучий рулит. Хорошая вещь. Чтобы кровь не застаивалась. Так, дальше. Есть вопросы? Было приятно, если бы ты зачитывал сообщения. Я зачитываю сообщения. Башлам, ты видел эту охоту на низких жриц амазонок на Хеду Хамзатову? Да, видел, но вмешиваться туда нету никакого желания. Во-первых, обсуждать чужих жен и чужих женщин у меня масти нету. Хеда Хамзатова сама виновата, она сама выбрала себе, как говорится, живет там, замужем там. Это что за аппарат, Башлам? Это специальный аппарат, друзья, вот такой фирменный, Ямагучи аппарат. Компания Ямагучи с нами работает, взаимодействует. Этот аппарат специально, чтобы спина и шея не болела, если долго сидишь в прямых эфирах, проводишь, одеваешь. Это массажерка специальная. Вот. Она делает массаж, чтобы не появился, как говорится, горб. Очень хорошая фирменная вещь. Ее там специально массажерку, остальное еще, видите, да, подарила фирма Ямагучи, поскольку мы взаимодействуем, чтобы я во время прямых эфиров непосредственно мог заниматься, так сказать, спортом, чтобы не болел. И плюс еще, если будут кто-то захочет, по промокоду может себе ее заказать, со скидкой может себе ее получить. Вопрос, Башлам. Какую роль Тайми Биболт в переселении галгаевцев, джераховцев на равнину? Ну, главную роль, одну из самых главных ролей, непосредственно с его дозволения, он был военачальником, с его позволения непосредственно кабардинских князей, за то, что они примут ислам, будут строить мечети, им было разрешено селиться на этих землях. По крайней мере, так говорит ингушский исследователь, шейх Академии в честь самого себя Руслан Бузуртанов и все его последователи. А также, если я не ошибаюсь, вот в этой книге мы можем найти это. Хотя, найдем потом и зачитаем вам, если у вас будет на то желание. Имеет вот такой вот имеет. Бибулат Таймиев был военный политический лидер чеченцев на тот период. И от него зависело очень много. Танзила Дзаурова уже перешла все черты, она хуже нацистов с Украины, ненавидит чеченцев и оскорбляет. Танзила Дзаурова. Ну, честно сказать, не знаю, что, видать, в детстве ее, как говорится, обижали много. Другого смысла не вижу. Башлам. Могилу, которую нашли Аланского кого-то с ним, что случилось, в каком процессе он. Да, Селимов. Ты имеешь в виду то захоронение, которое было найдено, да? Ну, как вы знаете, сейчас, когда музей, наша национальная галерея, музей будет реставрирован, туда непосредственно выставят все экземпляры. Какие-то сейчас над какими-то сейчас специалисты законсервировали. Нужно их
восстановить, никак не могут договориться. Россия сейчас под санкциями, специалистов вывозить туда боятся, их нужно сюда привезти и непосредственно, как говорится, все после реставрации будет выставлено у нас. Больше ничего такого нету. Про Артемира Орстоевского что скажешь? Скажу, что он был настоящий мужчина до конца. Больше информации по нему сейчас я только, как говорится, очень мало скудной информации, но да, чем больше найдем, тем больше и зачитаем. Она говорит, что Ачхой Бамут чеченцы должны им вернуть. Вернем. Я тебе даже скажу, когда. Вернем, когда вот на моей лысине вот здесь появится ромашка. Есть такой цветок, да? Или эдельвейс. Вот тогда и вернем. А больше не видать никакой, как говорится, и ни Бамут, ни Ачхой и ничего остального. Если они будут высказываться, во-первых, Ачхой-Мартан это уже город, это раз. Во-вторых, никто им ничего возвращать не будем. Если они будут вести такие разговоры, как сказал глава Чеченской Республики, наш Мехда, вернем все селения вместе со своими братьями-арстоевцами обратно в родную гавань, где они были до 1934 года, с 1929 по 1934. Так что лучше пускай не болтает, занимается своей женской работой, детей воспитывает и так далее и тому подобное. Переходить дальше, я думаю, не стоит и так далее. Они тебе пересадку сделают, мне пересадку никто не сделает. Когда у Бузуртанова мужское проснется? Никогда. Наверное, никогда. Большая просьба к вам. Скажите, пожалуйста, что там сказать. Так, какие еще вопросы? Задавайте. Я вот, кстати, 2 книги я вам показывал, да? Кстати, задонатили, дошло до нас. Вот. Нарнийские сказки. Это ингушские населенные пункты Бамут поступили. И вот такая хорошая книга Крупнова, называется «Средневековая Ингушетия». Мне по этой книге присылали некоторые моменты, то есть материалы, где рассказывали, занимались компиляцией. Только для этого была приобретена эта книга, новое издание, переиздание, да, от Крупного. Вот. И, как говорится, карта расселения ингушских племен. Очень сильно, да. Как фейковые карты размещают на книгах. Ну-ка. По словам нарнийцев в этой книге, вот она. По словам этих нарнийцев указано, Башлам, есть ли смысл переписывания истории, написал кто-то. Переписывания истории нет. Оживить есть. Почему пригородный район не хотят вернуть себе, интересно. Вот, они здесь намалевали рисунок и говорят, что Берже в 18 веке, вот это фейк, кстати, вот он, фейк. Они утверждают, что Берже в 18 веке написал карта расселения ингушских племен, и среди них акинцы и царинцы. Интересно, сами акинцы и царинцы знают о том, что они являются ингушами? С каких пор эты, которые намного древнее ингушей, стали ингушскими племенами? Мне это интересно, конечно. Ну да ладно, вот для этого мы приобретаем вот эти книги. Кстати, привез ее, подарил мне ее как раз таки
чистокровный Нохчу Акинец. И я думаю, он многим бы пятачок бы начистил, кто посмел бы ему сказать, что он не Нохчи. Эх, Кайман, Рюберзлойна. С ними шутки плохи. Как говорил один из старейшин ингушских, да, Хашагульгов его, кажется. Он говорит, мы прекрасно помним, кто такие акинцы и как они воевали против нас и убивали нас. Так что свои общества не могут заниматься этим. Видео только вопросы в эфире надо задавать. Да, в эфире, пускай зайдет в эфир в Телеграм. Как же Ахмед Бархо их разоблачил, Башлам? Он, как ей сказал, что они говорят внутренних своих кругах, что Буро не вернуть. Надо направить все ресурсы против чеченцев, мы сможем что-нибудь урвать. Я вам сегодня с этой книги, что я вам зачитывал, друзья? Что? Здесь все написано, как принимали этот закон, как сделалось это все написано, что мы не согласились и все остальное, и все тому подобное. Однако, получилось как? Закон о реабилитации не приняли. Нет. Пригородный район и правобережье Владикавказа не вернули. Нет. Поэтому, конечно, Ахмед Бархо и все остальные. Ахмед это свой ингушский националист. Он неплохой парень. Он не против чеченцев. Он не за чеченцев, но и не против. Он такой ингушский националист. И это причем националист, с которым я с радостью провожу дискуссию. И мы очень сильно ссоримся. И я не согласен с его теорией, доктриной. Но почему? Потому что он считает, что только его документы верны, и я считаю, что мои документы. И вот так мы как бы воюем с ним. Но так с этим человеком, без мата, без оскорблений, можно говорить с удовольствием. Это разумный человек, это достойный представитель ингушского народа. Ни балабол, ни норднеец. Вот я его не хвалю, но я видел его этот рассказ, про красного горшка и все остальное. Но опять же, тем же самым занимаемся и мы. Я покупаю книги, доставляю, когда подтягивают, когда там донатят активно. Мы все покупаем книги, документы, укладываем, доводим до людей. Вот и все. Как думаешь, Блашам, они его устранят? Да за что устранить? Вот люди, которые говорят, устранят, убьют и так далее. За что? За то, что человек читает книги и говорит, что вот это правда, что это его мнение, это его трактовка. Ты можешь соглашаться, не соглашаться. Как за это можно убить человека? Как? Зачем? Смысл? Убить это много ума не надо. Но завтра ты за это, ты, во-первых, его убьют, или меня убьют, или третьего, десятого. Кровная месть не отменили. Убьют 10 их больше. И точно так же Ахмада родственники убьют их больше. Из-за чего? Из-за того, что он доклад читал, книги читал, историю читал. Но читай и ты. Выйди, докажи, ты прав или не прав. Вот и все. Здесь не нужно никого убивать. Хапич-бич, вала, ты всегда как врал, ты так и будешь врать. 10 лет пройдет, ты будешь врать. Но найдется хоть один человек достойный, который будет опровергать твою ложь. Кто тебе в 2025 году просит печатать вот эту книгу, да? И разжигать межнациональную рознь, потому что если его прочесть, незрелые умы, они могут сказать, вот эти гниды, вот эти плохие, а вот мы все хорошие. Понимаешь? Там получается, вы одни герои, а остальные все злодеи. Что справа, что слева. Что обозначает, какой смысл? Придатком, аграрным придатком соседнего региона. Вот кто может мне объяснить, вот кто-нибудь, зайдите в эфир, объясните мне, что в вашем понимании аграрный придаток соседнего региона, что для вас это обозначает? Может, я неправильно понимаю.
Понимаете? Это 92-й год. И до сих пор прошло 23 года, 33 года прошло. И до сих пор эти же болтуны сидят и рассказывают одно и то же, что говорили в то время. Не построили ни одного дома, не построили ни одного административного здания. Но возникает вопрос. Все крутые места за вами. Руководящие составы за вами. Кто тебе мешал? Ну, построили бы, сделали бы. Вы писали письма Хрущеву. Вы писали письма, кому только не писали. Брежневу, Сталину, всем кому угодно, да? Ну, Сталину, ладно, оставим. Хрущеву, Брежневу, всем остальным, кому только письма не писали. Вы могли написать письма и сказать, вот мы недовольны, что, ну вы же выступали инициаторами, чтобы название было не Чечено-Ингушская автономная АССР, а Ингушо-Чеченская автономная ССР. Разве не было таких выступлений, высказываний? Было. Если было такое высказывание, кто вам мешал? Вы более образованны, более начитаны, более высокие посты занимали в ЧССР. Причем большинство из вас, самые шоколадные места за вами были. Построили бы, сделали бы не Назрань, а новый Нью-Йорк-Сити. Кто вам запрещал? Евкуров, когда пришел, он же понастроил вас, он сделал эти. Аушев тоже построил Магаз и все остальное. А кто вам в то время мешал? Или кто у чеченцев спрашивал, стройте там или не стройте? Это абсурд. Какой аграрный придаток? Считает ли Чечня сегодня Наурский район аграрным придатком? Ширковской район аграрным придатком? Да нет, не считает. И там живут наши люди, это наша родина. Но строить там или не строить, это лично ваше дело. Если бы там жили большинство, как вы говорите, чеченцы, они построили. Там, где жили чеченцы, вместе с частью своего народа, астхоевцами, они построили город Малгобек. А чего еще надо? Верните псидаховцам их землю могильную, да? Кешникер, дало дюрк юртарчан. Дало. Шейнах дабу ахметтик абит. Шунделах яхцагиет. Дерцахиети. Нохчиш айтаршем дершу. А шейшан дало. Дюрк юртаршнехигер кешникер тлат тахада кнашдачу. Дел айчт иаязим далков. Болгаркис хададин уакуасин ашдачу. That's alal аши. Yunus Beki baqwa yatar lat dalbosh. Villu stagda wallat. Aqtxi yahtaj mun txayo argun txayo achkoy matan txayo bosh ashdushu. Etya gait diez vejral ash. O gaitsa diez. Txamekh dasa sirnavoska galina. Achkoy matana galina. Нарях галина. Что вам мешает? Да я Троицкий галье. Согубши галье. Ачелуки галье. Вознесеновск галье. Кто вам мешает? Сегодня вы живете отдельно. Никто вам не мешает. Причем с теми дифирамбами, которые написали, никто не против. Я буду радоваться, наоборот, это прекрасно, если вы будете строиться и развиваться. Но, по крайней мере, не надо к нам лезть. Все, это закончилось. На базе Чечено-Ингушетии больше ничего строить, возрождать не нужно. Хватит. Халас, все. Нехт обла. Вот и все. Не напишите книги, будем заниматься своими делами мы. Вы задаете вопросы, я отвечаю. Вот и все. Есть вопросы? Ну, книга перепечатана, напечатана. Честно сказать, книга, вот Берже книга у меня есть.
И нигде, ни на одной книге Бирже я не видел, чтобы Бирже говорил, что это акинцы, это являются ингушскими обществами. Башлам, скажи все-таки пару слов в поддержку Хайда Хамзатова и Баркал заранее. Хайду Хамзатову вы-то, может, просто знаете как певицу там, да? Я ее знаю, и в лицо знаю, и мы знакомы еще далеко до того, как она вышла замуж. Она хорошая девушка, очень талантливая девушка. Вот. По мне, это должен муж, если ее оскорбляют, разобраться с этими болтунами. Это раз. Во-вторых, что касается моего отношения, поскольку ее отец чеченец, я скажу, что никто, ни один человек не может ничего плохого сказать про Хайду Хамзатову. А все вот эти упреки, а что те, которые упрекают чем-то лучше ее, чем? Например, чем? Я не хочу влазить, но поверьте, если искать грязное белье, про каждого человека можно найти что-либо угодно. Про каждого. Поэтому Хайда Хамзатова не заслуживает такого. Хехумда отца, она, остальное оставить, если я не ошибаюсь, у нее 4 мальчиков. Ее заслуга в том, что она 4 ингушей больше сделала, на 4 ингуша больше родила. А что сделала эти 2 болтушки? Ни черта не сделали. Поэтому, Хеда, собака лает, караван идет. Занимайся, чем занималась. Пой на родном чеченском языке. Никаких проблем нету. Хочешь, пой на галанчурском диалекте. Хочешь, пой на каком хочешь диалекте. Никакой разницы нет. Это все наш один язык. Айн лук ади. Хайц индас, айн могу штык. Все. Надеюсь, этих вопросов про нее больше не будет. Я не люблю вот эти темы чужих жен обсуждать и так далее и тому подобное. Это не мое дело. И вам тоже рекомендую. А то, что какие-то сплетницы и чеченофобки занимаются этим, это ни в коем случае не... Нисколько это не украшает ни их, ни нас. А что случилось с Хамзатовой? Я один не в курсе. Объясните вкратце. Вкратце она спела на фоне Ливлоевских башен песню на чеченском языке. Клип сняла. И началась ее травля. Там, что она по молодости сделала, не сделала, начали оскорбления и так далее и тому подобное. Вкратце вот что. И все. Если сказать. И что что. Дагер дух хазнесан, уорчхисан уаваш. Уже штакеп, щикеп, хейтиас, пяс, хейтиас. Грипп вещь не очень хорошая. Вот так вот. Есть вопросы? Ибраим, есть в Ютубе вопросы? В Телеграме кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? Если нет, у нас осталось 12 минут до конца эфира. Так, 12, если что... подождите, один человек... вот, сегодня 5-й брат, который помог нашему каналу, задонатил, это брат Юнус, Бельтоевский волк из Шилковского района. Бельтуай, Шилковский район, Мохник Куаштар, Бельтуай, красавчики, дал сей дуэль, дар духдах дуэль. Огромная благодарность бельтоевским волкам из Шилковского района. Сегодня 5 человек поддержали нас в эфире. Огромная благодарность. ДРС Хилбудиснак Эзершка Соуду улетел. Дальше будет намного интереснее, важнее. Разберем каждые фейки и так далее и тому подобное. Да, Мошел Дуэлвушам. ДРС Хил. Кептоушам. Сямарсяк против гриппа. В эфире Сямсяк Бушай Рухсо. Вот так вот. Что хотел сказать еще?
Да, и поймите, друзья, если бы вот этих ребят бы не было, те, которые поддерживают, там, отправляют донаты, и я бы, честно сказать, не смог бы, как говорится, проводить эфиры. Мы существуем, я, Ибраимом Ал-Хутарватцо, существуем благодаря вам и вашей, как говорится, поддержке. Вот. Так что всем, кто отправил донат, задонатил, огромная благодарность. Да, кстати, чтобы было вам известно, тот, кто не смог в прямом эфире посмотреть эфир с Ютуба, особенно братьям, Ибраим загрузил сейчас программу. Если вы просматриваете днем, вы можете и даже днем через эту программу отправлять поддержку и поддержать наш канал. Вот. Хорошие новости. Из хороших новостей мы уже перевалили за 2-3 миллиона просмотров видео в месяц в Ютубе. Еле-еле, как говорится, но все-таки 1,5 миллиона просмотров. Ну, 1001 миллион 467 тысяч просмотров видео, рилсов, роликов на Инстаграме. Это просмотры. Алхамдулиллах, так что у нас уже миллионные просмотры и в Инстаграме, и в Телеграме. Честно сказать, в Телеграме очень грил положение, но и YouTube, и Инстаграм идет очень хорошо, за что вам огромная благодарность. Новых поступлений, книг, материалов у нас очень много. Более активно с нами начала действовать компания Ямагучи, вот они нас поддерживают. Видите, не хотят, чтобы мы в эфире болели и отправляют массажерки и так далее и тому подобное, чтобы мы выступали за здоровый образ жизни. Так что как-то так, поэтому особую благодарность всегда хочется выразить тем людям, которые всяческим путем пытаются поддержать и как делами поддержать нас. Баслан, почему Минкультуры, историки чеченцев молчат на воровство даже названия чеченцев Дзурзуки? Почему они молчат? Это вопрос не ко мне. Они занимаются своими делами. Наверное, им некогда. Что я могу еще сказать? У них свои дела, у нас свои. Это же больше такая, знаете, общественная работа. Для них, в их понимании. Поэтому я делаю все, что я могу, Эжри. Что там другие могут, не могут, делают, не делают, за это не спрашивайте у меня. Я не могу сказать за всех работников. У них спроси, они занимаются очень многими полезными вещами. Они во всем всегда успевают. Но мы этого не видим. Может, у них есть какая-то своя работа. Поэтому для них YouTube и Instagram это какие-то платформы, это прокаженных. На самом деле большинство молодежи сегодня до сих пор, несмотря что оно запрещено, сидят в YouTube, сидят в Инстаграме, в Телеграме. Я знаю, и огромная благодарность всем слушателям Телеграм-канала. Я знаю, что в Телеграм-чате пишут очень авторитетные историки у меня на канале, работают, поправляют, направляют документы, какие-то правильные вопросы. Им тоже огромная благодарность. Благодарность тем СМИ, которые тоже нас тайно, неофициально поддерживают. И имеется в виду, то есть они тоже присутствуют в наших социальных сетях. Да, они просто делом, лайком, комментарием поддерживают, за что им огромная благодарность. Я на остальное как бы и не претендую. Вопрос финансов это, конечно же, немножко такой очень шаткий вопрос. У нас всегда с этим проблемы. Люди не привыкли помогать и не хотят помогать, если ты там не умираешь, там, да, или же не занимаешься там какими-то спортивными и так далее. Ну да ладно, сейчас не будем о больном. А так, в плане мы семимильными шагами очень хорошо идем, очень хорошо развивается наш канал. Обязательно подпишитесь на dzurzuketia.com. Обязательно подпишитесь.
Там очень много интересного материала. Мы это публикуем на bashlam.39.com, dzurdzuketi.com, в Рутубе, в Ютубе, в Телеграме, в Трейдсе, в Иксе, ныне, раньше Твиттер был, сейчас Икс, ВКонтакте, везде мы есть, кроме ТикТока и в Одноклассниках. И ТикТок, и Одноклассники тоже есть, насколько я знаю, один наш брат занимается этим. Даудов больше не поставил, Даудов больше их поставил на место. Даудов больше их поставил на место. Я не понял вопроса. Ты хочешь сказать, Даудов, что их поставил на место? Это само собой. Башлам, читал ли ты новую книгу? Нет, не читал. Не читал. Ее у меня нету. А сколько часов длились трансляции? Трансляции у меня, вот сегодня мы начали в 21:30. Сейчас уже почти 01. 3 часа, 4 часа, 5 часов длится. В начале документы. Я, честно сказать, из-за того, что болею, я ходить-то, в принципе, не сильно могу. Я какие-то документы начал разбирать, работать над ними, поэтому отметил и хотел довести до вас, потому что все, что они сейчас пишут, все, что они сейчас делают, все, что они сейчас якобы выражают новые мнения, это все было в 90-х годах, я вам хотел это показать. Те же высказывания, те же вот просто единственное, что они начали вместо осетин, раньше они говорили, что осетины их упрекали в этом, они сейчас переняли у осетин эту ложь, как они утверждают. Башлам, почему не отвечаешь на мой вопрос? Ибраим, объясни этому человеку, что он в чате сидит. Он не в прямой трансляции, в Телеграме. Чат чува, чат бот чува, давахи, камиошля, шута, язеш, ты не отвечаешь на мои вопросы. У меня прямой эфир идет. Я не могу ответить на твои вопросы, потому что я в прямом эфире. По-разному идут трансляции, идут 5-6 часов. Ну вот сегодня к нам зашел прямой эфир брат Адык, Абазин, что очень приятно. Я всегда рад гостям, причем задавать вопросы. Еще зашел брат в Телеграм, тоже задавал вопросы по истории гражданской войны, непосредственно про Деникина, Алимитаева и так далее и тому подобное. Вот, чем больше таких вопросов, тем больше мне есть что рассказывать. А так мне нужно рассказывать. Я еще не дошел до Анатолия Перминова, вот, причем очень интересная книга по всем ее задаткам. И очень много что нужно сделать. Я вот сейчас думаю, поработать ли мне над некоторыми моментами, когда будут когда будут приходить в директ какие-нибудь ко мне эфире присутствуешь, Инстаграме, Ютубе, Телеграм, там задавай. Я сейчас думаю, все, что будет приходить ко мне в директ, быстро отвечать мини-ответами через Face, то есть FaceTime, имеется в виду. Коротко задают мне какие-нибудь вопросы, чтобы сторис загрузить, я сразу буду заходить и говорить, так-то, 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 это правда, это неправда, это. Я не знаю, если так уже не действовать, отписываться. Последние дни, конечно же, огромное количество именно норнийцев, которые не имеют ни чести, ни совести, начали заходить, материться страшно просто-напросто, как сапожники. Просто это такой кошмар, позор. Просто мусульманину позор на такие вот записывать. Во-первых, пишут себя имена Андрей, Владимир там и так далее и тому подобное. А потом начинает писать такое вот все. Я-то, честно, не зачитываю. После первого же комментария я говорю, я с рабами не общаюсь и удаляю их, в принципе. Но это вот позор, конечно, не украшает. Ну что ж, господа хорошие мои, я еще буду работать, буду книгу изучать. Я вижу, больше вопросов нету на сегодня, чтобы окончательно
лишние деньги не тратить, трафик свой не заканчивать. Я закончу на этом. Огромная благодарность всем моим братьям, которые сегодня поддержали, задонатили. Все эти 5 человек, обещаю, что в дальнейшем у нас будет очень много интересного, да, а я вас порадую, если, конечно, будем живы, как говорится. Опять же, огромная благодарность компании спортивного инвентаря и продукции Ямагучи, которые предоставили, которые с нами взаимодействуют, работают. Им тоже огромная благодарность. Вот. Промокод, по которому, если вдруг вы захотите себе что-нибудь заказать от реально достойной, крутой фирмы Ямагучи, оставим. Вы увидите в комментариях здесь под нашим этим прямым эфиром. Так, вот, и в конце каждого эфира, как я говорю, я хочу поблагодарить всех. Огромная благодарность моим подписчикам, всем моим братьям с Ютуба, с Инстаграм, с Телеграм. Я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я каким-то образом задел вас, оскорбил вас, тайпы, шахары, тухумы и так далее и тому подобное. Я ни в коем случае никого не хотел задеть и не хотел оскорбить. Но в любом случае человек, который лжет, он не является из умы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы пытаемся эту ложь, как говорится, убрать, исправить, поправить и показать людям достоверную информацию. Не в Инстаграме заканчивается трафик, а интернет-трафик заканчивается. Итак, всем огромная благодарность. Адикюэль, Маш Айль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был ваш брат Башлам. Если у кого-то есть какие-то вопросы, какие-то карты, книги старые, которые хотели бы или подарить, или показать, или чтобы я опубликовал эту информацию, пишите, оставляйте в директе. Можно это сделать в Инстаграм-директе, можно это сделать в Телеграме, чат-бот есть у нас, да, обратной связи. Доступ вы всегда найдете, и только буду рад, если это мы уже ранее не публиковали. Всем благ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И самые важные слова, которые мы всегда говорим в конце каждого эфира. Деба, Даша, Даха, Санхоми, Нохчикам. Ассаламу алейкум.